Как мы все знаем, начались работы по лесозаготовке в верховьях реки Амга на территории Алданского района. В связи с этим было проведено много встреч и совещаний в разных форматах с населением республики, где мы слышали доводы всех сторон. Сегодняшний круглый стол должен был быть завершающим в противостоянии защитников природы с лесозаготовителями. Поэтому мы хотели услышать комментарий и точку зрения нашего главы республики Айсена Сергеевича Николаева по этому резонансному вопросу. К сожалению, Ильдархан проигнорировал нашу встречу, хотя мы заблаговременно уведомили их об этом. На всех площадках обсуждений вырубки лесов в верховьях реки Амга Министерство экологии в лице Евгения Перфильева и председателя комитета экологии Ильтумен Сахамина Афанасьева озвучивали свои позиции. Они нам предельно ясны. Они стоят на стороне лесозаготовителей. У нас, у жителей республики и всех, кто забрался в этом зале, только одна твердая позиция. Мы против промышленной вырубки леса в верховьях реки Амга. Спасибо, Афанасий Павлович. У нас здесь находится Сахлым Миланович, народный депутат, председатель комиссии председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Государственного собрания Алтумен Республики Саха-Якутия Сахлым Миланович Афанасьев. Мы предоставим ему слово, потому что в 4 у него следующее совещание. Пожалуйста. Уважаемый Николай Дмитриевич, у вас в Аллах Саха Республика Общественная палата, членлері, журналистер өте күн болуқты. Неучалы выступает Дырман Каунлюльнит. Нет вырубки лесов Амге, защитим Амгу. Это тезисы, конечно, будоражат население. Я тоже против вырубки лесов в верховьях Амги. Как эколог, как человек. Но считаю, что население Республики Саха-Якутия заслуживает все-таки объективного рассмотрения данного вопроса. В чем заключается объективность? Мы должны объяснить, я был всегда открытым, буду таким же, буду гласным. У меня нет поводов, чтобы вводить в заблуждение населения. Будем говорить о положении, которое сложилось в Республике Саха-Якутия. Все-таки вырубка проводится или нет в Амгинском лусе, Алданском лусе в Республике Саха-Якутия? Или все-таки это лесозаготовка? И в каких объемах? И несет ли это негативное воздействие на бассейн реки Амга, который взволновала общественность? Негативное воздействие, если имеется, то, конечно, на этот вопрос ответят научное сообщество, ведущие экологи и биологи. Я считаю, что подмена понятий недопустима. Общество живет и работает по лесным законам на основании Лесного кодекса 2006 года, который четко разграничил и урегулировал все процессы, происходящие в лесном хозяйстве, в том числе Республики Саха-Якутия, во всех 26 лесничествах, которые работают более 80 лет в Республике Саха-Якутия. Амгинское лесничество, Алданское лесничество, Иркутская область, Калининградская область, Приморский край. Это единое пространство правовое, где лесхозы, лесные специалисты работают по единым лесохозяйственным законам и регламентам. А кто же все-таки утверждает эти регламенты и правила игры по лесозаготовке? Эти полномочия федеральные полностью. Лес – федеральный ресурс. 255 миллионов га Республики Саха-Якутия – это земли Гослесфонда. Они внесены в единый государственный реестр недвижимости.
на публичной кадастровой карте сейчас можете прямо зайти и посмотреть эти земли. На этих землях, кроме государства, который распоряжается этими землями, у иных лиц права распоряжения лесными ресурсами нету. Это надо понимать. А также что же все-таки происходит? Подмена понятия лесозаготовка на слово вырубка, конечно, взбудоражило общество. Это правильно. Я тоже против вырубки. Но искаженно доводить информацию, манипулировать мнением общественным недопустимо и неправильно. Лесозаготовка, она проводится в Республике Саха-Якутия. Это законное направление. При наличии проекта, экспертизы, а также именно эксплуатационных лесах, с исполнением требований экологических, лесных и водных кодексов. Нормы не приняты. Я до этого говорил, живем в едином правовом поле и работают. Лесники, которые здесь находятся, правоприменители, они будут применять эту норму. Евгений Андреевич, до Евгения Андреевича работал я применял эти нормы. А Министерство экологии и природопользования лесного хозяйства находится под постоянным надзором предохранной прокуратуры. Любое отклонение, любое самостоятельное действие, вопреки действующему лесному законодательству, это называется злоупотребление полномочиями. И, конечно, за это несут ответственность. Поэтому лесников ни в коем случае нельзя обвинять в предвзятости. За лесников я стоял горой и буду стоять горой. Они делают свое дело. Лесники у нас опытные, компетентные. Знаете по своим лесникам, которые работают в Амгинском, Алданском улусах. Также вот как раз лесоводы и лесники позволяют охранять и рационально использовать лесной фонд. Лесозаготовка – это же форма обеспечения населения и бизнеса древесиной, и механизм он тоже понятен и прозрачен. Это лесоустройство. Лесоустройство не проводит Афанасьев Сахамин Миланович и не Перфильев. Лесоустройство проводят филиалы Рослесинформа Российской Федерации. В нашей тайге последние 5 лет работают самые лучшие филиалы, начиная с Санкт-Петербурга, заканчивая Новосибирском. Что же делать лесоводам в нашей тайге? Лесоводы в нашей тайге пешком ходят и считают, и описывают, проводят таксацию каждого дерева. По итогам лесоучетных работ выходят как раз описание лесничеств, регламенты, и Рослесинформ начинает готовить лесные участки к торгам. Лесоустройство... Коллеги, еще 1,5 минуты у нас есть. Уважаемые коллеги, находимся в общественной палате, да? Поэтому просьба тишины. Общественная палата. Так, внимание, пожалуйста, мы ведем секундомер, то есть регламент идет. Просьба дать слово и внимательно слушать. Еще 1,5 минуты есть. Еще минута осталась. Ну, минута осталась. 30 секунд. Я заканчиваю. Уважаемые якутяне, находимся в стенах общественной палаты. Надо проявить культуру, выдержку, выслушать каждого человека. Здесь у нас формат круглый стол, поэтому диалог надо вести конструктивно. Если хотим изменить правила лесозаготовки, то, конечно, надо формировать инициативную группу и вносить поправки в федеральное законодательство. Без внесения поправок в федеральное законодательство правила лесозаготовки закрыть невозможно. Спасибо, всем удачи. Спасибо. Так. Сахамин Миланович, не уходите на вопросы, да, сейчас будут вопросы. Сахамин Миланович, скажите. Отвечайте на вопросы. Не, на вопросы отвечайте. Спасибо. Коллеги, Нет. будут у нас, да. Да. Ну вот такое отношение мы видим, да, властей к населению. Время, товарищи. Да. Все время Вообще не хочет отвечать на вопросы. Тут люди приехали с дальних улусов, чтобы услышать мнение министра, Неуважение. депутата нашего, избранника. Видите, что происходит? Да, вот позор. Коллеги,
Человеку надо было дать, мы время же смотрим, 7 минут мы даем человеку. Надо выслушать человека, и вопросы, ответы потом будут. Так, коллеги, мы идем дальше. Сейчас у нас выступает министр промышленности и геологии республики Максим Викторович Терещенко. Он у нас в зале, сейчас выступит. 7 минут у нас будет. И, коллеги, просьба уважать друг друга, и будут также вопросы и ответы. Спасибо. Всем добрый день. Если вы не против, я кратко доложу, чтобы больше времени на вопросы было. Да, хорошо. Так, ну у меня был перечень вопросов, я уж прошу прощения, обозначу, которые были, соответственно, мой адрес. Это вопросы, связанные, где на сегодня проводится лесозаготовка, какие компании, соответственно, работают, объем продукции, рабочие места, доходы, экспорт леса, места переработки, средние цены. Разрешите, я об этом скажу, будут вопросы на другом направлении, с удовольствием отвечу. У нас на сегодня 4, то есть мы проводили серьезную работу, разработана стратегия развития лесопромышленного комплекса в республике, 4 муниципальных образования. Это, соответственно, Ленский район, сегодня он является передовым в этом направлении, Алекминский район, Алданский район, Усмайский. Вы видите цифры, да, которые свидетельствуют о том, что республика действительно является передовым регионом по своему потенциалу для развития в этом направлении. Вот когда я покажу и по налогам, по количеству занятых людей в этой отрасли увидим. Но еще раз, да, этот подход должен быть абсолютно осознанным. Есть в том числе и защитные леса, да, то есть тоже обратили внимание. Мы почему отрабатываем, почему нас видят, почему работаем плотно с Министерством развития Дальнего Востока, почему компании интересуются нашей республикой на полях того же дальневосточного, нашего Восточного экономического форума. Вы видите, конечно же, это приближенность к рынку Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятно, у нас вот та же Карелия, да, то есть известные места лесозаготовки были очень серьезные. Но сегодня кардинально вектор у страны нашей поменялся. Поэтому ведем работу. Вот, в частности, у нас заходит инвестор на территорию Ленского, например, района. Это тоже очень важно. Вот якутский, вы знаете, завод у нас в городе, да, например, здесь есть, и в него будут вкладываться уже в этом году средства, например, на модернизацию. Но есть и слабые стороны. То есть не все так просто. Не просто появляется компания и вдруг начала рубить там, да, и так далее. Нет. То есть я уж не говорю о законодательных ограничениях. И несомненно, что очень важно, должен быть диалог с населением. Далее. Производственные показатели. Вы видите, да, на самом деле какая динамика. Что произошло в 2019 году и что происходит в 2021, почему мы видим потенциал роста уже в последующие периоды. 2019 год, соответственно, 2020, 2021, вы помните, пандемия. Но 2019 год это еще этап интенсивного строительства Сила Сибири, это Восточная Сибирь, Тихий океан. То есть под реализацию этих крупнейших мировых, да, инвестиционных проектов проводилась лесозаготовка. Соответственно, когда крупнейшие вот такие транспортные проекты ушли, объемы у нас снизились, но тем не менее обращаю внимание, что почему мы видим потенциал 2022 года. Потому что компании ответственные, вот у нас сегодня вечером, например, с ними встреча, да, и я их обозначу, компания «Алмаз», например, в Ленском районе, «Баргузин», Юпитер, Витимская лесная компания. Мы с Алданским районом в этом направлении очень плотно работаем. То есть компании, которые готовы вкладывать средства и развивать это производство. И самое важное, что здесь они в тесном диалоге с Министерством экологии находятся и с муниципальными образованиями, соответственно. Далее. Меры поддержки. Вот вы видели, да, то есть 22 год. Вот как раз в 2021 году тоже Витимской лесной компании мы помогали и в 2020 году, в тяжелом году для всех, оказывали содействие по реструктуризации, например, кредита, поэтому объемы у них увеличились. Еще раз, да, понятная территория, где они работают, известно прекрасно населению, работает, что очень важно, местное население на этих предприятиях. Компания «Алмаз» тоже по льготному займу, кредит, благодаря этому не просто, чтобы было у нас сырье, вот они вместе с Диамантером, например, очень плотно работают, одни заготавливают, другие поставляют лес. Я помню, и думаю, каждый из вас, да, прекрасно наше село Бяскёль, что было в прошлом году, откуда появился этот лес, откуда панели прошли, благодаря чему построены дома, благодаря работе компании «Алмаз». Ну и, соответственно, те, кто с ними связаны и обеспечивали и лесозаготовку, и производство лесоматериалов. И сегодня, вот, кстати, вот интересный момент, и я благодарю, что Общественная палата этот вопрос обозначила по ценам, например, да.
Наши лесные компании, вот наши именно республиканские, которые работают у нас на земле, у них цены дешевле, чем, например, продукция из той же Иркутской области. По брусу, если взять, на несколько тысяч разница. По доске, да, там уже немного приближено. Двигаемся дальше. Сейчас, подождите, раза дойдем. подорожало. Соответственно, еще раз обращаю внимание, вы видите, порядка 1300 человек в отрасли занята, налоги, объемы растут. И я о чем хочу сказать, да? Приведя к этому, завершая, чтобы уложиться, как и обещала, не 7 минут, а раньше. Коллеги, еще 2 минуты. Еще раз, можно, да, я начал с чего? С вопросов, которые прозвучали со стороны Общественной палаты, с уважением к вам. Так вот, если говорить об Амге, инвестор, который зашел, мы все-таки должны понимать, в Министерстве промышленности и геологии он к нам не приходил. Почему? Я не поддерживаю тоже абсолютно, чтобы к нам заходили, просто лес рубили и уходили. Я привел вам в пример Витимскую лесную компанию, компанию «Алмаз», благодаря которой делаю здесь переработку, благодаря которым жители наши могут купить. Я вам признателен, спасибо, услышал ваше мнение. Благодаря этому мы можем строить дома, и они обходятся нашим жителям дешевле, чем в других регионах. Поэтому либо переработка, нормальное взаимодействие с населением, либо работы в этой республике я тоже перспектив не вижу. Спасибо. Спасибо, А вот я как переходим раз к вопросу, у нас еще время осталось. Да. Земляне инвестора. Представьтесь, пожалуйста, чтобы люди слышали. У нас что-то есть на горе? Да? Как называется? Смысл в том, что вместо того, чтобы бастовать, очень быстро. Они зайдут и будут с лесом уже работать. Предусмотрены ли какие-то квоты для жителей Якутии, потому что, ну, мне, допустим, доски нужны. Да? Если цены есть, вы мне скажите, потом за Амгу мы все сейчас будем, грубо говоря, качать, пока федеральный закон. А не получится ли так, что они зайдут и просто выйдут, и нам даже ничего не останется? Ну, грубо говоря. Если я чуть-чуть меркантильно сказал, простите, но вопрос понятен, да? Зовут? Говорил Чемаханов. Говорил, да. Спасибо. Я Квоты для жителей Якутии. обозначу, да, по квотам, у нас после меня будет министр экологии выступать, да, он тоже в зале находится и подробно как раз, ну, как представительное министерство ответит. По ценам вот вопрос. Смотрите, на сегодня, к примеру, я не буду называть эти компании, но которые торгуют лесом, да, у нас пиломатериалы, ценник от, до 33 тысяч, брус до 33,5. При этом нашей компании, вот Алмаз, ВМК, эти же показатели, например, от 25 до 27. То есть наши компании, которые работают, они, соответственно, по доступной цене. Дорого. Я отвечаю на вопрос. Да. Дорого. Дорого, это же Ну, Очень еще дорого. раза подорожало. Надо же через инструмент или же вот через общественную палату, Николай Дмитриевич, да, какую-то вот резолюцию отсюда вынести и предоставить на поправку, тоже это включить надо. Так, квотирование, чтобы осталось... И обозначу важный вопрос. Вот когда показал по компаниям, которые развиваются, чем больше у нас в нормальных местах, где определено с Минэкологией участки для развития, тем это будет и дешевле, соответственно. При маленьких объемах это невозможно. Спасибо. Почему уходят в сторону? Давайте разговаривать о вырубке. Почему это происходит? Почему мы не справимся? Ну, я прошу прощения, у меня роль модератора нету, но вот давайте, вот есть микрофон, да, и мы смело в него можем задавать вопросы, пожалуйста. У меня такой вопрос. Представьтесь, У пожалуйста. нас Эдуард Михайлович Романов, это, предприниматель. Ну, я разносторонний человек, это раз, все знают тут. Это был принят закон охраны вечной мерзлоты. А обеспечение закона до сих пор, уже 4 года прошло, не принято. И на этой нормативах должно было поправки кодекс, лесной кодекс, регламент должны были ввести. Почему это так долго идет? Потому что народ здесь очень хорошо знает природу, лучше вас намного. Почему они сюда пришли? Они без причины не пришли. Они знают, что их ожидает. Поэтому, если четкий регламент заготовки лесов не будет, все время вот так будет. И надо вот это вопрос. Вот депутатский корпус, исполнительная власть,
Это вы что должны решить. Спасибо. Эдуард Михайлович, спасибо за вопрос. И буквально сейчас после встречи с вами поеду в ЛТМ, мы там и с Хамилем Милановичем, я думаю, плотно обсудим эти моменты. По вечной мерзлоте, на самом деле, даже компании промышленность сегодня учитывают. Я думаю, вы слышали информацию в прошлом году по линии Минвосток развития. Последствия какие, если не учитывать влияние потепления климата на вечную мерзлоту, не учитывать при строении промышленных объектов, а их учитывали даже при строительстве Силы Сибири, Восточной Сибирь, Тихий океан, то стороной обойти нельзя. То же самое это касается и лесов, соответственно. Я думаю, необходимые меры будут приняты, но любой закон принимается с очень широким обсуждением, с различными регионами в том числе. Поэтому постепенно движение начнется. Да, спасибо. Александр, у меня такой вопрос будет. Сахамин Миланович выходил, да, это из Элтумена, партия «Единая Россия», что ли. У меня вопрос. В прошлом году у нас выиграли выборы Государственной Думы депутаты из Коммунистической партии Российской Федерации, если я не ошибаюсь. Вопрос лесов в республике у нас федеральный, если я правильно понимаю. Я молодой, да, может быть, ошибаюсь. Но почему наши депутаты, которые в прошлом году выиграли, коммунисты, да, не поднимают вопрос на федеральном уровне? Почему мы депутатов Элтумен, да, в лице Сахамина Милановича вот уругали, да, совсем недавно, да, там вопросы хотели задавать. Он же ничего не решает вот в парламенте же республики. А почему Государственная Дума, коммунисты не поднимают вопрос? Вот у меня такой будет вопрос. Спасибо. Он же министр экологии. Здесь присутствует по промышленности, да, а не по политическим. У меня есть такой вопрос. Написала Общественная палата. Значит, в конце прошлого года вынесено на обсуждение, если оно обсуждалось, это проекты внесения изменений в инструкцию по лесоустроительным работам. И как дали информацию в WhatsApp, это правильно или неправильно, но это очень страшное дело будет, если будут разрешать вырубать около домов, вырубать на охраняемых зонах, лесопарков не будет вообще. Вот как наша республика приступила ли к обсуждению этого проекта и внесены ли наши замечания туда? У нас Евгений Андреевич очень плотно по всем вопросам, он на самом деле очень неравнодушный человек, вы его знаете и по депутатскому корпусу. Сейчас он выйдет, я думаю, эти вопросы тоже с удовольствием прокомментирует, и я думаю, вне площадки тоже. Ну давайте тогда пригласим Перфильева. Да. Я все-таки отвечу на вопрос, пусть и без микрофона прозвучал, куда лес отправлять. Возьмем, к примеру, 22 год, мы не планируем поставки, например, за пределы республики, в том числе. В первую очередь обеспеченность должна быть нашей республики. Вы о ценах, услышали краткую информацию. Я обозначу в том году, что даже то, что у нас было на складах у наших компаний, мы направили, в том числе в первую очередь даже, да, на восстановление домов в селе Бяскё. Поэтому еще раз, наш лес в основе своей на республику. Спасибо. Спасибо, Максим Викторович, поблагодарим Максима Викторовича. Спасибо. Давайте пригласим министра, временно исполняющего обязанности министра экологии Перфильева Евгения Андреевича. Перфильев Евгений Андреевич. Почему об этом не Сами сожгли. Друзья, давайте соблюдать порядок. Почему не спрашиваем об этом? Я хочу спрашивать. Давайте сначала всех выслушаем, да, и будем задавать по 5 вопросов. Если мы будем... Так, я хотела узнать, в чем проблема? Какая благодарность? Хорошо. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, уважаемые члены Общественной палаты, уважаемый Николай Дмитриевич. Честно говоря, по повестке, да, если идти, как все говорят, по существу, у нас повестка какая? Кто помнит? Все помнят, кроме меня, да? Значит, так работает Общественная палата. Коллеги, у нас повестка, послушайте, пожалуйста, проблемы и перспективы развития лесозаготовки в Республике Саха-Якутия. Это Общественная палата дала повестку, не я ее рисовал, понимаете? Нас пригласили на такую повестку, и формат был круглый стол, да? Мы готовились к такому формату. А здесь не дают говорить на самом деле. Если что, вы скажите, что вам нужно узнать, что интересно. Давайте тогда сразу начнем отвечать на вопросы. Да, давайте сразу, потому что Сахамин Иванович дал очень подробный доклад. Если интересна техническая сторона вопроса, у меня здесь находится главный лесничий Республики Саха-Якутия, который даст исчерпывающий ответ на любой... Не надо стрелки переводить, да, давайте вы сами отвечайте за себя. Пожалуйста. За себя отвечайте. Пожалуйста, вопросы, если есть, давайте так.
А? Пожалуйста, возьмите микрофон, не слышно. Коллеги, это вот Есть же уже микрофоны? третье совещание, встреча с общественностью. Так, я которую хотел проводит спросить, Евгений вот Андреевич. вы Министерство экологии, вы называетесь Министерством экологии, поэтому должны защищать экологию. Поэтому у меня вопрос, вот Министерство экологии, вы какую позицию занимаете по реке Амге? Потому что если мы вот общественность, наше министерство, Илзархан, и наши депутаты Госдумы не объединимся, то мы не сможем решить этот вопрос. А главный это вы, Министерство экологии. Если вы против вырубки, тогда другой вопрос. А если вы скажете все по закону там и так далее, то это получается, что вы против мнения общества идете. Я не говорю, что по закону, там против закона надо идти. Но надо сделать так, чтобы по закону вырубка леса в нашей Якутии не производилась. Можно это сделать? Можно. Вот об этом надо говорить. А не что там какой-то гектары там и так далее. Вот ваша позиция, как министра экологии. Вы хотят сказать, я вашу позицию, к сожалению, знаю. Ваша позиция, вы говорите, мы будем делать по закону, там и так далее. Но это ваша, как говорится, как служебная, а вы как гражданин. Спасибо за вопрос. Вопрос действительно такой актуальный и интересный, да, с одной стороны. А с другой, вы предлагаете запретить вырубку вообще леса в республике Саха-Якутия, да? Да, А как у нас? запрещаем. Не, ну так же сказал, озвучено, так было, дословно. Вы же эколог! Вы же так сказали, запретить. Ну, там вырубка леса не планируется, там лесозаготовка планируется. Если вы по участку АНГРУ говорите. А можно поконкретнее, да? Ну, вы конкретный вопрос задавайте, чтобы это было понятно. Да, добрый У нас день. министерство, нет, ну дайте одному человеку Если ответим, надо, потом мы другому. сами заготовим. Да. Ну, за вопрос-то я отвечаю, там уже другие начинают вопросы задавать. Я отвечаю, у нас министерство как называется, кто может сказать? Эколог. А? Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, правильно? Ну Все вот, верно. ответ на ваш вопрос сразу. Экологии, природопользования и лесного хозяйства. Лесозаготовки ведутся у нас в части переданных полномочий Российской Федерации по лесному хозяйству, которое является видом природопользования. А лес является возобновимый ресурс. Там вырубки не планируются на этом участке, там планируется лесозаготовка. По правилам всем, которые существуют. Нет, мы вас уже услышали. Вы повторяете одну и ту же информацию. Вы то же самое повторяете за Сахамином Милановичем. Нет, а какая информация? Давайте Вы я, конкретно, подождите минутку, давайте как бы я просто, это будет не вопрос, просто реплика из зала, Акимова Матрена. Здесь полно народу, я не буду снимать маску. Смотрите, мы с вами немножко говорим на разных языках. Я понимаю то, что, получается, вы сейчас говорите языком цифр. Но не забывайте то, что перед вами просто, получается, обычные жители Якутии, они не понимают, скажем так, то, что в чем выгода этих налогов и так далее. То есть вот это вот то, что вы полчаса сейчас рассказывали по этим презентациям, то, что вот столько-то там, допустим, процентов получит Якутия, будут скидки якобы по этим пиломатериалам. Но смотрите, реальная жизнь показывает обратное. В прошлом году у нас был дефицит по этим материалам. Невозможно было по Якутии найти вообще брус. У нас дефицит идет. И вы сейчас говорите, прикрываетесь только одним бяськёлем. А дальше что? А остальные жители все сидели у нас, получается, без бруса. Потом, посмотрите, за эти 2 года у нас брус страшно взлетел в цене. Если раньше, 4 года тому назад, я тот же самый брус покупала за 8 тысяч, то сейчас мы покупаем сами, жители Якутии, свой лес за 40 тысяч. Это нормально вообще? Нет, конечно, это не нормально. И сейчас вы, получается, нам пытаетесь втюхивать то, что ничего страшного. Вы не подменяете понятия. То, что как бы лесозаготовка и просто вырубка под корень, это разные понятия. Да. Не лейте нам, пожалуйста, воду в уши. Нет, если вас И тем более вы, как представитель Министерства экологии, вы должны защищать экологию, а вы просто прогнулись под частниками. Мы и просто, защищаем. где вы защитили? Где вы в чем защитили лес Верховья Камги? Подождите, стоп. Хорошо, это один, получается, пункт. Сейчас у нас весна. Не забываем, что творилось в Якутии прошлым летом. Где вы были прошлым летом, когда горел лес в Якутии? Кто вы? Вы Министерство экологии?
Министерство экологии тушило леса в прошлом году. Где вы тушили? По всей республике. Да вы что? Да. Мы 2 месяца сидели, горели. Горели. Да, только общественники били, получается, в набат. Где вы были? Сахамин Миланович. Министерство экологии работало, тушило леса. Николаев трусливо отмолчался. Сахамин Миланович тупо взял, отключил комментарий в Инстаграме и занимался своей депутатской деятельностью. Поэтому он избежал позорно отсюда. Чем вы-то занимаетесь? Сейчас у нас получается пожароопасный сезон начнется. Мы тушили лес в прошлом году. Вы лично тушили лес? Лично в том Я числе вас нигде тушили. не видела. Ну, у нас республика Сейчас в 3 данное 107 000 время, квадратных километров. сейчас мы в могли данное не время встретиться. у нас опять идет, получается, сезон лесных пожаров. Что конкретно вы сейчас делали? Вы сейчас чем этим занимаетесь? Мы увеличили численность. Вот такая вот у меня реплика из зала. Не надо говорить языком цифр. Ну вы задаете вопрос, что мы сделали для тушения пожаров. Мы увеличили численность лесопожарных формирований. Авиалесохрана у нас сейчас 564 человека, 555 человек. Якутлесресурс 564 человека. А в прошлом году Якутлесресурс было 92 человека. Цифры слышите? 92 человека профессиональных пожарных было до прошлого года. 92 на земле и 221 парашютно-десантная пожарная служба. А? Раньше леса не горели, почему сейчас стали гореть? Я не могу отвечать за всех. За прошлые года. Минутку внимания, пожалуйста. Послушайте, у нас... Давайте вернемся к программе круглого стола. Да. Поэтому мы пошли навстречу, дали возможность 3-4 вопроса задать каждому докладчику. У нас впереди еще эксперты, научное сообщество, активисты. Они не успеют сказать слово. Переходим к программе. Мы сможем задать вопросы в обсуждении. Уважаемые присутствующие, минуту внимания, пожалуйста. Обратите на меня внимание. Я вас прошу, пожалуйста, тихо. Меня зовут Сергей Хромов. Я член партии «Единая Россия». Меня пригласили сюда для того, чтобы я высказал свое мнение. Уважаемые присутствующие, пожалуйста, я высказываю свое мнение, потому что оно основано на практическом опыте. Я прошу 10 минут. Это очень много. Хорошо, согласно регламенту я уложусь. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мне 43 года. Не перебивайте, пожалуйста. Я родился. Один вопрос только. По регламенту я выступлю, имею право. У меня инвалидность первой группы по зрению. И, пожалуйста, на территории Российской Федерации, куда входит Республика Саха-Якутия, я имею приоритетное право на высказывание мнения. Пожалуйста, тише. Хулиганов прошу, которые орут и не высказывают свое мнение, не предоставляется, выйти из зала. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, это не вопрос. Я высказываю свое мнение. Разрешите, пожалуйста. Это не вопрос. Это можно сказать в обсуждении. У нас Вот будет здесь, для этого время. подождите, вот здесь есть плакат. Вырубка – это преступление. Я считаю, что на данный момент мы, жители Республики Саха-Якутия, должны проявить свою солидарность в том, что это не преступление, это необходимость. Коллеги, И необходимо в данный момент, я вам скажу следующее. Слова, которые вы говорите и передаете друг другу из уста в уст. Михаил Ефимович Николаев, он потому любим всеми вами, потому что он считался и считается всегда с мнением жителей республики. И его золотые слова следующие. Почему вы его все любите? Коренные якуты. Потому что он говорил и говорит всегда, как народ скажет, так и будет. Здесь собрались руководители, чтобы выслушать ваше мнение. Пожалуйста, извлекайте его правильно. Высказывайте свое мнение. Хулиганьте, пожалуйста, микрофон отдайте. Запомните слова первого президента, который стал родоначальником и внес большую пользу формированию Республики Саха-Якутия. Микрофон дайте. Да у меня голоса хватит. Александр Сергеевич Николаев является продолжителем программы. Я прошу вас высказать свое мнение. Коллеги, да, возвращаемся к программе. У нас здесь частные лесничие Якутии, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Николаевич Коноплев. Вот, давайте мы его заслушаем. Как раз вот по лесу. Министра на стол надо он посадить. конкретно расскажет,
расскажет у нас про лесозаготовку в Алданском районе. Да. Пожалуйста. Спасибо, Николай Николаевич. Во-первых, всем здравствуйте. Я очень рад, что общественность очень обеспокоена проблемами лесного хозяйства. Но вы должны понимать, и я думаю, что одна из наших задач лесников, это донести до вас, как это должно быть прозрачно. Да, звучит понятие вырубка, заготовка, это разные понятия. Я как профессионал объясню, вырубка может быть любого возраста, в любом месте, в любых лесах. И зачастую вырубка бывает незаконной, за которую предусмотрена ответственность. А на сегодняшний день та лесозаготовка, которая осуществляется на территории Алданского района, она полностью в соответствии с лесным законодательством. Сейчас спорить от того, что принимаем или не принимаем, мы, как государственные служащие, как территориальный орган, который блюдет за соблюдением именно лесного законодательства, он его реализует. Услышал здесь, да, ряд проблем по мерзлоте. Вот здесь я полностью с вами согласен, что закон о мерзлоте должен иметь полное отражение в лесном кодексе, чтобы вот эти территории, в которых мерзлота распространяется, возможно, они должны быть исключены. Но на сегодняшний день, по факту, то есть как договора заключены, этот закон не учитывался, но он и не должен учитываться, потому что про него слова нет в лесном кодексе. Это вот, чтобы понимание было. Значит, надо вести. Рубка, вот все говорят, рубка ведется. Сколько кубов вырублено там? Кто не знает? 0. Арендатор 2 года платит арендную плату. Ну, мы тоже не будем вдаваться в цифры, но я вам поясню. У нас арендаторы лесного фонда делятся на несколько категорий. Кто занимается недропользователем, изысканиями, линейными объектами, и есть лесозаготовители. Вот кроме лесозаготовителей в субъект Республики Саха-Якутия в бюджет никто не платит. То есть все промышленные предприятия, золотодобытчики, угледобытчики, линейщики, газопроводы, линии ЛЭП, все за использование лесного фонда платят непосредственно в федеральный бюджет. И только те, которые заключили договора аренды для заготовки древесины, вот эти деньги идут в республиканский бюджет, который должен быть направлен как раз и на лесное хозяйство в части сохранения лесов и развития лесного хозяйства. Ну, ни для кого не секрет, да, то есть буквально лет 20 назад, в советское время, были респромхозы, все это работало, и я думаю, что, может быть, кто-то из вас участвовал в этих структурах. То есть были деляны, вы все помните, древесина заготавливалась, распиловывалась, лесовосстановлением занималась. Прошли года, развалился Советский Союз, развалилось все это хозяйство. Да, кодекс у нас несовершенен абсолютно, я давно в отрасли, я знаю, чувствую эти проблемы. Их, стараемся мы эти предложения выносить, менять законодательство. Для этого мы здесь с вами и разговариваем сейчас, чтобы нам определиться, чего хочет народ и как к этому подвести лесное законодательство. В части вырубки, то, что древесина подорожала, переработанная, я вам поясню. Смотрите, федеральный орган Рослесхоз во избежание вот этих незаконных рубок, которые в Иркутской области, в Приморском крае, вводит кучу ограничений и требований для арендатора. То есть он должен, у него каждый лесовоз должен иметь подключенный ГЛОНАСС, чтобы в Москве видели, сколько кубов, с какой деляны, куда едет, как она за границу переводится. Ну, хотят прозрачности, но требования, как мы говорим, мы в едином правовом поле находимся. И требования... Никто не контролирует. Ладно, давайте, чтобы не затягивать регламент, вопросы. 3 минуты 30. Извините, Дарамаева Анисия Анатольевна, преподаватель ЦФУ. У нас вопрос, лично я вот с таким вопросом пришла. Каким образом иркутская компания получила добро на вырубку леса на верховьях Амги? Так, вот этот вопрос, это первое. Второе. Почему сперва сказали, что у них документы все неправильные, ну такое слово использую, да, что
их не допустят. Теперь мы узнали, или я не права, что им разрешение дали. Почему? И еще, права или не права, конечно, это у нас WhatsApp, на 40 с лишним лет. 49 лет. Скажите, пожалуйста, это как получится? Если они 49 лет там будут работать, а что там останется? Так. И прошу прощения, и третье. Да. Вы, наверное, скажете, что там они будут все, там будут, они скажут, что будут вырубать там все, экологию и так далее, будут сохранять. Это неправда. Посмотрите, что произошло и что будет. И, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Спасибо за вопрос. У меня можно вам встречный вопрос? Вы из какого района? Какая разница? Какая разница? Разве район имеет значение? Я с Алёхинского района, там тоже. Да. Спасибо. Все равно там тоже рубит лес, и Амга это не значит откуда я. Сердце болит за нашу родину, за республику. Спасибо за вопрос. Давайте, время не отнимая, скажем так, по регламенту. Первый вопрос. Почему зашли иркутяне? То есть, смотрите, заключение договоров аренды под заготовку древесины, это абсолютно прозрачная процедура, которая идет через торги. То есть это могла быть и якутская компания, и хабаровская компания, и китайская компания могла, потому что это выставленный лот, о котором месяц, то есть проходит извещение и так далее. По вопросу, почему такой объем? То есть объем дает Министерство промышленности для развития лесного комплекса, определяет, какой объем заготовки необходим. То есть какая потребность субъекта в пиломатериале. Соответственно, отсюда, исходя, идет подбор участков. Подбор участков идет в соответствии со всеми регламентами. Чтобы вы понимали, в лесном кодексе очень жесткая ответственность. То есть там оступился, шаг влево, шаг вправо, сразу уголовное дело. И поэтому в том, что ой, откуда они взялись, то есть это на самом деле не так. Извините, можно я прошу, чтобы вами не манипулировали. Вот первая задача. А то, что диалог... Так, извините, я вас перебила. Только что я вышла за министром промышленности, и он сказал, вот эту компанию я приглашаю, они ко мне не подходят. Значит, с Министерством промышленности у них никакой нет договоренности. О чем вы мне говорите-то? Там нету, вопрос не в договоренности, я же говорю, это аукцион. То есть вопрос в необходимости лесного ресурса субъекту. Понимаете? Вопрос я подаю, чтобы понятно было. Министерство промышленности запрашивает с разных министерств, структур Республики Саха-Якутия. Ну что? У амгинцев сколько делян рубится? В Амгинском районе. Добрый день. Можно вопрос? 49 нет, это очень долго. Сейчас по микрофону на все вопросы ответили. Успокойтесь, пожалуйста. Да. Сейчас я вопрос. Продолжайте, там еще вопрос. Вопрос у меня. Представьтесь, пожалуйста, и один вопрос. Панов Григорий Григорьевич, Алданский УЛУС. Вот. Я бы хотел такой вопрос. Идет о вырубке леса. Да, у нас разговор идет. Я в Ленсгазе работаю. Там у нас просека идет. Мы тянем газ. У нас сколько леса мы поджигаем, закапываем. И куда этот лес мы деем, мы не знаем. Мы тупо берем, сжигаем. Людям вообще не дают этот лес. Но вопрос этот такой вот. Почему людям это не дают, этот лес, о котором попросят? Ладно, постараюсь быстро ответить. Как я уже много раз сказали, что мы все находимся в едином правовом поле лесного кодекса. И эту древесину для того, чтобы Лесгаз мог отдать людям,
должны пойти ряд манипуляций с внесением вот в эти программы, про которые я говорил, движения леса. И просто ваша компания не занимается, не заморачивается этим, она не отчуждает эту древесину, чтобы в эту программу не вносить эти все данные, и чтобы эти данные не фигурировали, и поэтому они за лес заплатили, они ее утилизировали на своем участке. Правильно? Так же происходит. И никому не дают. Гражданин пришел, на дрова нарубил, поехал, его полиция остановила, и он действительно по закону становится нарушителем, за которого могут спросить вплоть до уголовной статьи. Тут прозвучал вопрос еще по заготовке, что не дают заготавливать гражданам. По гражданам, по домам есть установленные нормативы. Каждый гражданин, который имеет землю, оформленную на законных основаниях, то есть имеет кадастровый паспорт, либо кадастровую выписку, имеет право обратиться в лесничество и раз в 15-20 лет запросить 200 кубов делового леса на корню. И вам должны, лесничество будут обязаны отвести деляну. Андрей Николаевич, давайте соблюдать будем регламент, да? Уже ваше время вышло, да? Вы никуда не убегаете, да? Как Хорошо, большое спасибо. Вот. Ну, чуть-чуть накал надо спустить. Ага. Вот садитесь, да, спасибо. Вот рядом с министром, Андрей, да. Николаевич. Вопросы позже будут. Давайте будем соблюдать регламент. У нас выступающих очень много. Всех надо сначала выслушать и никуда не денутся. Они будут сидеть, будут отвечать до последнего вопроса. Так что следующий выступающий. Чингисхан ни от кого не требовал деньги за дрова. Так, слово дается народному депутату Республики Саха-Якутия от Алданского улуса Роза Васильевна Солнышкина. Она будет в зуме. Она здесь, да, сейчас? Здравствуйте. Я приветствую всех присутствующих на круглом столе. Меня слышно и видно? Да, слышно. Ага. Слышно. Потомки нам не простят уничтожения уникальных лесов на вечно мерзлых грунтах. Вплотную занимаюсь резонансными вопросами сохранения лесов Алдана и Амги от пришлых рубщиков в качестве члена рабочей группы парламента с 2020 года. Складывается парадоксальная ситуация. Народу 6 районов республики, проживающим в ареале жемчужины республики реки Амга, никто из властных ведомственных структур не хочет объяснить, почему необходимо рубить и уничтожать уникальные леса на вечно мерзлых грунтах, которые защищают от таяния почву и множеством ручейков и малых речек помогают наполнять хрустально чистой водой красавицу Амгу. О разработке лесов в промышленных масштабах говорил на лесном форуме 17 июля 2020 года директор Института мерзлотоведения Михаил Николаевич Железняк. Он затронул острую для жителей республики тему вырубки лесов в верховьях реки Амги. Вот что он сказал. Сделать в ближайшее время регламент по разработке лесов в криолитозоне. Нельзя делать рубку лесов в нижних частях склонов, на ледовых склонах лесов. Нельзя делать вырубку лесов на ледовых комплексах, подверженных явлениям гексогенных процессов, склоновых процессов. Мы с вами увидим реку Амгу через несколько лет, как и многие реки с желтой водой, реки Ганам, реки Чара. Промышленность лесная не должна решаться как вывоз леса, продажа куда-то. Нельзя трогать те места, которые будут подвержены последствиям. Это совершенно четко показывает изменения в наше время. Там, где нет лесов, идет интенсивное изменение климата. Лес является колоссальной лесозащитной полосой. Мы с вами живем в период потепления. Разработать необходимо правильный регламент. И вот на все вопросы, проблемы, поднятые на лесном форуме директором Института мерзлотоведения Железняком, где они, в каких они документах отражены? Почему эти документы не доведены до рабочей группы парламента по лесам Алдана и Амги на протяжении 2 лет до сегодняшнего дня? Следующий очень важный момент. В связи с планируемыми промышленными вырубками лесов Алдана и Амги это проведение общественных слушаний с широким спектром и участием общественности, депутатов, экологов, специалистов, ученых, представителей родовых общин и непосредственных организаторов и арендаторов по рубкам лесов. Очень важно определить,
Как промышленная рубка лесов повлияет на изменение климата, природного ландшафта, на сохранение краснокнижных представителей флоры, а их 27 в верховьях Амги, и фауны, 19 видов животных и птиц. Насколько правомерны предстоящие рубки лесов на территории ООПТ, то есть особо охраняемых природных территорий, сельхозуходий и родовых общин КМНС. Тем более с наложением территории ОПТ и предстоящих вырубок. В 2020 году Министерство лесного хозяйства сделало все, чтобы через арбитражные суды дать возможности пришлому рубщику войти в наши леса на законном основании, несмотря на криминальное обременение рубщика по лесам в Красноярском крае. Это выяснили наши общественники из общественного движения «Защитим природу Якутии». И оказалось, что сельхозкооператив, родовая община Юнгюэли, то есть территория, на территории которого были наложены территории пришлого арендатора, являются третьими лицами. Получается, по поговорке «ты никто» и звать тебя никак. И этот беспредел будет продолжен, если мы с вами не встанем на защиту наших лесов без общественных слушаний, без экологической экспертизы и не вникнем в лесной кодекс со всем вниманием, потому что он не защищает наши леса на вечно мерзлых грунтах и не развивает их как должно. Наша республика богата природными ископаемыми. Уголь, нефть, газ. Когда же газ будет приоритетным отоплением населения республики? Обращаю ваше внимание, что наши многочисленные большие и малые селения отапливаются дровами в деревянных домах и постройках, что влияет на целостность и сохранность лесов республики. И вместо того, чтобы содействовать общинам в том, чтобы на ОПТ не создавались участки для промышленной деятельности, Минэкологии своими действиями в суде обесценивает смысл существования этих охраняемых территорий, обесценивает республиканские законы, разработанные для защиты природы республики и прав коренных народов. Разработан и действует закон Республики Саха-Якутия, он называется «О вечной мерзлоте», от 22 мая 2018 года за номером таким-то. Принят постановлением Госсобрания Илтумен того же числа и того же года. Хороший закон. И действовать он должен в защиту представителей общественных объединений. Спустя полтора мы сегодня свидетельствуем, что к нам опять пришел арендатор с теми же арендами Ангара и Вудланд-24, с теми же сроками, с теми же наложениями на территории родовой общины Юнгюэли и местом для промышленной рубки в лесах Алдана и Амги. Уже стоит техника в 5 километрах от поселка Верхний Амга. Прокладываются лесные трассы для вывоза леса. Рубка лесов коснется деревьев в окружности, задумайтесь, 16 сантиметров и более. И как чиновников в том, что это относится к перестойным лесам. 31 марта в Алдане рассматривался вопрос о лесах Алдана и Амги на выездном заседании коллегии Минэкологии. Было задано очень много острых вопросов со стороны общественности и депутатов всех уровней. На вопрос, а уведомлена ли районная администрация, общественность района по проблемам промышленных рубок, последовал ответ Михайлова. У нас нет полномочий согласования с районом. Это федеральный ресурс. Аргументированно выступил представитель администрации главы Алданского района по земельно-имущественным отношениям татарников. Я уже заканчиваю. Владимир Михайлович обратил внимание присутствующих, что министерство проигнорировало важные документы об оформлении 13 резерватов на основании принесенных документов и обратил внимание на то, что постоянно оформлялся реестр особо охраняемых природных территорий, но официальные органы в лице Минэкологии, подписывая все эти документы, в какой-то момент прекратили все согласования с администрацией Алданского района, и они были аннулированы. Теперь население, общественность, тем более администрации не знают, что на самом деле происходит
дерево в лесах Алдана и Амги, тут будут оформлены все документы для прокурорского реагирования. И наши предложения для резолюции. Первое. Категорически приостановить промышленные рубки в лесах Алдана и Амги без публичных обсуждений, общественных слушаний в Алданском Амгинском районе, без научного изучения особенностей произрастания лесов на вечно мерзлых грунтах. И прошу поддержать предложение общественности, ученых о создании в бассейне реки Амга природного национального парка Амма, усилить контроль законодательства по защите прав коренных малочисленных народов на землях традиционного проживания, на территории которых они сохраняют традиционный образ жизни, хозяйственность и промысел. И внести изменения в свой кодекс и систему законов о защите природы, куда включить приоритет использование леса как хозяйственного субъекта, из которого необходимо извлечь прибыль, как зачастую происходит, а рассматривать как среду обитания человека, которые должны его защищать не только общественность, экологи, ученые, но и все государственные органы. И последнее. Создать единую систему контроля лесного фонда без разделения на федеральный, региональный и муниципальный уровни. Спасибо за внимание. Так, я хочу познакомить, да, вот Роза Васильевна Солнышкина, да, единственный депутат из 70 человек, который на протяжении 2 лет с нами бок о бок борется за Верхнюю Амгу. Вот. У нас 1 депутат только в республике. Да. У нас здесь присутствует и научное сообщество, им тоже дадим слово, и в том числе также и соразработчик закона республики об охране вечной мерзлоты. А сейчас переходим дальше в программе и передаем слово, информацию председателя молодежной общественной организации Амма Кырдалыны Чата Саргалане Александровне Неустроевой. Пожалуйста. 5 минут регламент. Үтө күнүнөн болуктун убастыбыллах бир дойдулактарбыт сакабыт сирин олоктоокторо Амма Кырдалыны Чатынатыттан мактаныхпытын багарабыт тапталлах алгыстах аммабытыгар кинин 2 жыл катыгар кини суумнуустарыгар сакабыт сирин жоно сергете эги бүттүүнү бейгини кытта боларгытыр барка макталбытын биллерибит. Мы благодарим всех те, которые сегодня организовали сегодняшний круглый стол, общественные слушания и предоставили мне возможность выступить сегодня от имени молодежной общественной организации Амма Кырдалыны Чата. Я попрошу сейчас на экран поставить наш видеослайд. При жизни нашего уважаемого научного руководителя Дмитрия Дмитриевича Савинова в 2015, 2016, 2017 годах мы под его руководством и наше общество Амма Кырдалыны Чата, муниципальный район, Амгинский улус-район и Минэкологии провели научное исследование бассейна реки Амга. Вот. И как раз таки результаты этих исследований для нас сегодня это самый важный документ. Как вы понимаете, как вот первый наш эколог человечества Алексей Елисеевич Кулаковский, как он нам завещал, мы должны всегда придерживаться знаний и науки. Сегодня как стоит проблема, да? Оказывается, как мы все законопослушные граждане, все в законе. И поэтому, что мы должны прежде всего, чтобы это в будущем не повторялось, чтобы обезопасить вот это нынешнее наше состояние, мы должны общественность консолидированно, и общественность, и наши депутаты, Ильтюмен, Государственной Думы, мы должны обязательно внести
изменения в законе, для этого мы вот протоколом сегодняшнего совещания что должны сделать? Создать комиссию, рабочую комиссию из числа общественников для формирования предложений по внесению изменений и дополнений в действующие правила лесозаготовки в наше правительство. И через наше правительство это с учетом природно-климатических условий в районах вечной мерзлоты передать в Российскую Федерацию. Мы считаем, что это первостепенно нам нужно будет сделать. Далее. Предлагаем Минэкологии Республики Саха-Якутия создать интерактивную карту лесозаготовки на сайте визуализации лесовосстановительных процессов. Сейчас это технически возможно. Дальше. Мы сейчас прекрасно понимаем вот нынешнее состояние, да? Аукцион состоялся по закону. Как мы можем это остановить? В договоре, да, в договоре прописано много перечней. И только общественным контролем. Если данная компания где-то будет нарушать, то тогда мы можем добиться того, что расторжение договора. Поэтому мы предлагаем следующее. Организовать обучение общественных наблюдателей в Институте леса имени Сукачева-Саран в Красноярске. Далее, для компетентной и эффективной работы по общественному контролю за сохранением Мельникова-Саран. Далее, вот мы все, с одной стороны, нам утверждают, что леса будут восстанавливаться. А с другой стороны, вторая сторона утверждает, что не может. Но в любом случае нам нужно полагаться на наших ученых. И что мы предлагаем? Да? Для проверки процесса естественного восстановления лесов нам нужно будет организовать выезд представителей научного сообщества, общественных активистов на охраняемые природные территории на места прошлой вырубки лесов на берегах реки. Они были. Также, чтобы в будущем обезопасить весь бассейн реки Амга, предлагаем продолжить работу по созданию природного парка на базе существующего ресурсного резервата Амма, включить в действующую систему особо охраняемых природных территорий объекты, имеющие природную ценность бассейна реки Амга, с этой целью провести работу с представительными органами и администрациями органов местного самоуправления. И, конечно же, последнее, самое немаловажное, куда мы приглашаем принять активное участие все муниципальные образования бассейна реки Амга 4 районов. Это в разработке научно обоснованной схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий бассейна реки Амга, согласованную с пользователями, органами местного самоуправления и заинтересованными органами государственной власти. Ну, вкратце вот такие наши предложения. И в позапрошлом году мы начали проект «Жемчужина Якутии». Здесь сидят наши кураторы Дмитрия Валентина Никентьевна, Каптиянова Любовь Даниловна, с Амгинским районом, с Минэкологии. И мы сейчас приступаем ко второму этапу данного проекта. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Светлана Александровна. Очень конкретно и очень приятно. Нет, вопросы в конце. Вопросы будут в конце. В конце будут вопросы. Спасибо. Сейчас информация сопредседателя движения «Защитим природу Якутии» Александра Сергеевича Аленосова. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего круглого стола. Меня зовут Аленосов Александр Сергеевич. Я как юрист занимался как раз защитой прав общины Юенгелей, на которой как раз налаживается участок лесной участок на территории вот этой общины. Здесь, я считаю, министерству нужно задавать самый главный вопрос, то есть каким образом были сформированы земельные участки, то есть лесные участки, которые выданы для рубки леса.
В частности, вот мы, когда подавали исковое заявление, мы столкнулись с тем, что при формировании этих земельных участков были нарушены права КМНС, а также эти лесные участки были наложены на УПТ, то есть территорию охраны и защиты. Начну с того, что у нас в Конституции закреплены права, то есть гражданина на благополучную окружающую среду. Это установлено у нас статьей 42 Конституции Российской Федерации. Статья 62 Конституции Российской Федерации закрепляет право коренных малочисленных народов на сохранение их культурную самобытность. Аналогичные у нас, получается, нормы дублируются в Конституции Республики Саха-Якутия. То есть, частью 5 статьи 5 Конституции Республики Саха-Якутия республика гарантирует коллективные права коренных малочисленных народов Севера и на природные ресурсы. Часть 1 статьи 6 Конституции Российской Федерации Республики Саха обеспечивает защиту экологических интересов общества и хозяйства и промышленных и иных деятельностей. То есть мы видим о том, что в Конституции закреплены права, но на практике вот в суде мы столкнулись с тем, что ни одна из норм, утвержденная в Конституции, не действует. Так, нами было подготовлено исковое заявление от СХПК Юенгеле, то есть родовой общины, на который налагалось, вот получается, этот сформированный лесной и земельный участок. Основанием было о том, что Юенгеле, как родовой общины, еще в 1996 году был выделен лесной участок для проведения своей деятельности, то есть для проведения охоты, как КМНСу. На этих территориях, получается, был сформирован лесной участок. И вот лесной участок, он затрагивает 30-40% территории, выделенной под охотугодья. К сожалению, когда мы готовили исковое заявление, арбитражный суд нам вернул исковое заявление, мотивируя тем, что исковое заявление не подписано. В это время у нас, получается, лесозаготовитель сам направляет исковое заявление с теми же требованиями. И тут есть небольшая юридическая уловка. То есть, получается, если подает исковое заявление сам лесопользователь, оспорить договор аренды может только тот субъект, который участвовал в торгах. Иной субъект не может участвовать в торгах. Таким образом, получается, мы не стали юридическим лицом самостоятельными требованиями. И нас объединили с требованиями самого лесозаготовителя. А исковое заявление лесозаготовителя самого, оно по сути являлось уже проигрышным, потому что нарушений с точки зрения законодательства не было. Таким образом, мы лишились права на самостоятельную защиту прав, получается, общины Юенгеле. Да, таким образом получается уловка. И теперь, получается, наши исполнительные органы прикрываются данным арбитражным решением суда и говорят, все проведено по закону. Но мы еще в ходе судебного заседания из решения суда увидели такие, так скажем, немаловажные и очень важные разъяснение лесного кодекса. Так мы узнали в ходе судебного заседания, оказывается, община, которая была сформирована в 1996 году, как коренные малочисленные народы, и которым был предоставлен лесной участок для ведения охот-уходий, на самом деле в настоящее время не являются общиной КМНС и не обладают этими правами. Таким образом, получается, они стали просто охотниками на территории нашей республики. И права, предусмотренные Конституцией Республики и Российской Федерации, на них не распространяются. С аналогичными, получается, проблемами сталкиваются не только у нас КМНС на территории Алданского и Амгинского района. Мы также выезжали в Нерюнгри. И в Нерюнгри каждая община сталкивается с тем же, что выдаются лесные участки, выдаются места под вырубку и добычу полезных ископаемых без учета мнения как администрации района, так КМНС, которые там находятся, и без учета местных жителей. Поэтому я считаю, основной вопрос нужно задавать, каким образом формируются данные участки, и ставить вопрос необходимо, чтобы при формировании в следующий раз лесных участков учитывалось мнение как коренных малочисленных народов Севера, администрации муниципального образования, которые на месте, так и лесников, которые занимаются охраной лесов на веренных им, получается, лесных участках. Можно ли добавлю, главный лесничий Республики Саха-Якутия, кстати, я из Нерюнгри в бывшем, я скажу, в чем проблема. То есть пока все родовые общины не будут законодательно закреплены, это первый момент.
не будут в лесных отношениях отображены в государственном лесном реестре, участки будут предоставляться по закону. И тут не от нас это будет зависеть даже от лесников. И чтобы вы понимали, лесники всегда из простых людей. То есть мы не ищем каких-то корыстных интересов и так далее. Мы исполняем законодательство. Спасибо. Ну, подождите, я тут отвечу. Ну вот, и как раз у нас там только что... да, вот только что вот прозвучал... Смотрите, ну вы смотрели документ, не мог глава района не перебивать, отдать лесной фонд в федеральную собственность, извините. На самом деле участок был сформирован, он отражался на кадастровой карте, имел кадастровый номер с окончанием 5. Что мы узнали в суде? При формировании вот этого нового лесного участка был сформирован новый земельный участок под кадастровым номером с окончанием 55. И с выделом вот этого лесного участка, который был предоставлен лесопользователю. То есть то, что у нас наши исполнительные органы не видели этот земельный участок, это, к сожалению, является недостоверным. Спасибо, Александр Сергеевич. Так, следующее слово предоставляется Степану Степановичу Сутакову. Экологическое движение «Защитим природу Якутии» Самгинского улуса. Защитим Амгу. Сарастар төре стол кытыластыра мүтәрәвет олбан сақлы тербен көңілді. Бұл айдан тақылса феврале болды. Феврале Аллахтан. Инне біген малар общественной дәбет әртесінен аны жинуемна мен ұқтымында шып ешкені боламын. Сағылаппыт. Onu artık açacağım bileyim bize kalıyor. O kayançı kiysem bir baka toktasa diyeyim bakta. Ece sakmayı Milanoviç parı çalışıyor bu ötem ki ne dişini belki gittikten sonra tokta mirovoyga uğramıştı. Ece arbisinadan çözkenitte. O onu çekayım bir. Toktunun arayı da toktasın kalkıp. Ondan içe bu yıl bu. Aksine ağız günü gari bu Eskuşkay'tan gelenler, burada teknikten alanlar tekrar kavuştular. Onunla bir hikayete tümsemmit, buradan beyazlar, buradan her canı olan bud, biri ondan takavut, kişiler cevap. Bir bara hırstı bud, gelenler. Onunla olanına göç gurşin işler mas bölümler teknik durar. Onunla 100 traktör da sürüyorlar. Onunla söylüyorsa traktör öten teknikler sürüyorlar. Ondan beri ol dönürün gitti sibahından telefon sibahından lişnemi bir kapsat ediyordum. Onu bir tane kalıyım tam vakit var bence bite ölen bitti diye. Ondan hülbe müte olan baran kehiciler zıvani kanım zaten ülete bitelik tedbir hücyen etti. Bu atakinler dokümanlara rahatsız olun. Gördüler, cihat hanıvın, olihin kotunan tedbakta bir hile basibakta aldı. Bu 12 yıl oldu. Ama ya bu vопроска мунья колла, amma Allah tahtırı нашественного администрация, лесничество, Министерство лесничества var, takanlar, аттестация создасарьяр, кәсеттебет. Онна bu bilgin ulbaki. Так, вида документу, удостоверяющая документу Дагестан ФПТ. Мен лично бәден катта тугунан себәһәләмәндә касты вопросы бирдем. Эн бу дәресенә тыйласпытын да. Атасы була доварым бар дигән. Оны мен учредитель бин җитә. Ан кайда учредитель булдым җә. Оны ол мунягын урага бар дигән. Әмәгән. Онда точно петеме бербәтә. Оны ханны кияхны канан кәддәгән дигән. Әмәгән. Оны отамиле җибе хакым булатынан Дәләләгә бу өчен салах техника килеп алды.
Onun ne diye bolana kolosay техника бияка бакаго. Бу манна кыттыбы таварса балалар кулубра барыш биттире. Онан биге онна бәбит түмө путеп биге бир дагана эти катан көрүҗе тәфтия. Аханда катан көргөн кеби дагана токтоп токтор ханып тадыгы. Сен бир ханнеме кыра устукка һәм бир барыкта. Диен биге тәбит онан амма Тerdüver, aldanga bir de muhakkaklar bakına bize saka hera bu dünya salammat sos sokata kurus kalla. Bu saka hera. Bunların bir gün ustada diye. 365 diye kadar biz. Ama dünyana kadın sakı. Geçer bir gün varlar onda. Bir Allah tahtlar hötüdü de hepsi. Ama kadar varsa bu atın biletler cimçiruna Якутиядан. Китти гоннук. Баракаларны ханялалар. Дохаян бараллар. Бу амгайлы кызын көрөлдөр. Онан биге билген бу бәскеленнәй урып яшпат. Манна бихик кайчардыбыт. Амма бутын кая бу хаапыт. Онан сахайрындыр. Чисте бары бике урдуктуругун. Амманы бүйхаган дер. Ыңырабын. Онна Bilgen ki hep canlar şey selenler geçen körüyorun diye. Geçen körerden işte Allah'ım Allah. Kandı ki dakkan onlar var. Kim istiyor? Onu bakıyor. Kanal bakıyor. Уже yerinde. Уже беги işte bara hartı. İşte tuğar dilen şey. Ama nasip ağış bara hacı olsa bihi bara hartı bu. Onunla kiliyor. Bilin aldanlar bara hacılar. Bihe ama bu sakaherin uzmayları, tampaları, aldanları röhmenek sahibiyasta olur. Başta günahı, necela kirleşte kapsasabil, onunla varsın sılıkçı gidiyoruz. Ondan ki başkireyalar meski sokulakmadı haydaklı. Haydak hayallarım kömüşke albatıray. Bir daha patta. Gördür bitire. Bihinlik bulukta bu sakalar. Bihi bu havada kabıd örüş bütün. Allah kaçırı hoştak var. Ondan? Hep kadar. Ürgeniyem reyeşka. Olavura. 30 metre diyen. 30 kilometre diyen. Amma rüşkü sılıkta. Onunla birine kuram yeken de bana baradı huvadı kaldın da. Kilitten ipudum. Kaç uğrak tüheri bu amma rüşketi. Kardille etten de. Onu bir olakan uğrak onunla uğunçak. Tantakka kırır aktar diye bize. İçi kaddillen maha o kallağına ammar üst tütahır meliyat diye. Küllere rüyaktar soğuk bulaktıra. Ana iştimizin biri içi komünistler. Onu bu maslamoynike minnike kihekelen etbit. Bu manna komüniste hiddiri var. Onu hakarsan biri yığınca. Diye. Onu o bihicam mupollağına attan surak kutu taştımızın mükkanan baran. Soğuk, bu canı serahımıya bir topuk bulana dinlerken, o sizlere hamsa pataklar. Ondan şey bildiğin şeyler diye, dokumonlara omuralit bollaklarına, hollalit bollağına, dinler sizlerin bir şey alabıttı. O ünürgün bunyaka, filosof Ruslan ilmiyese pitavatta, dokumonlara başti veremdi. Sofiyalar insana. Pitavatta, ben kendine kaçı verdim, ona omurallar diye. Ondan bunlar bildiğin şey, komünista sizlerin bir kömüşken, beyabet ama bütün kömüşken bir de mi haktır batıdır, ben hegeleşi bir de falan türünün rabın. Так, спасибо, Степан Степанович. Так, далее. У нас выступает Так, сейчас нету представителя родовой общины Юнгеле, Алдасалданского улуса Никона Иннокентьевича Винокурова. Он не смог подъехать по объективным причинам. И сейчас вот слово передается Федорову Иннокентию Аполлоновичу, старшему научному сотруднику Института биологических проблем криптозоны, Сибирское отделение Российской академии наук. Да, Иннокентий Аполлонович сам лично выезжал с экспедицией на места вырубки. И он сейчас сделает доклад, какие краснокнижные растения растут там.
У нас будет коллегиальное выступление. Тут со мной находится доктор биологических наук Черносов Михаил Михайлович. В АМГе, надо сказать, в АМГе мы работаем с 80-х годов. Вот эти самые места мы изучали вдоль и поперек. И откуда только взяли, удивляемся одному, да, откуда только взяли столько там делового леса. Мы просто сами не оценивали, сколько там делового леса, но и его там не более 20%. И в этом со мной согласны лесники Алданского, Томодского лесхозов. Да, точно. И даже Амгинского лесхоза. Но у нас вопрос узкий. Это вопрос о эндемичных, редких и исчезающих видах растений. Вот на этой запланированной территории, как сказала Роза Васильевна, произрастает 27 видов, относящихся к краснокнижным. Из них самое важное растение – это узколокальный эндем, то есть вид, произрастающий только там. Только там. Если будет такая сплошная вырубка, мир потеряет целый вид. Целый вид. Этого вида просто-напросто не будет. Это растение называется таран или горец амгинский. 2 года назад, благодаря общественности, мы небольшим отрядом с участием Аила Джулурха выезжали на эти места и зафиксировали этот вид на более чем 20 местах. И попутно вот визуально Аил Джулурха не даст соврать, но смотрели, делового леса там просто нет. Там какая-то конспирология. Это просто налицо. Это налицо. Золото, так они говорят. Золото, кроме того, да, кроме вот этого эндемичного вида, 3 очень ценных вида произрастает. Это золотой корень, вы, наверное, все слышали, да? Да. Ага. Вздутоплодник сибирский, бересирота. И рододендрон золотистый. Вот за этими 3 видами, я как биолог говорю со всей ответственностью, будущее биофармпроизводства. Сейчас, в данный момент, мир переориентируется от синтетических лекарств к натуральным лекарствам. И вот эти 3 вида мы тоже обязаны сохранить. А если будет вот эта вот вырубка, есть такое понятие – критическая точка численности. Если мы нарушим эту точку, то вид обречен на вымирание. Михаил Михайлович. Да. Уважаемые друзья, я вот, когда в 2018 году здесь Салороса происходило, на фактах было показано, как они передвигали драгу. И самое основное, я тогда понял, что надо все делать вовремя. Алроса не вовремя сделала запрос, им дали запрет на перемещение драги, и они здесь нагло врали, что все у них разрешительные документы есть. Общественность, мы поняли, что Алросе просто экономически было выгодно в тот момент, и они как бы оказались в такой ситуации. Это было доказано. Судебные процессы Министерства экологии, между прочим, для сведения. Тут многие уже в них набросали много камней. Я вас могу сказать объективно. Они до сих пор судятся. Часть судов выиграли, а это долгий процесс. Уважаемые, это федеральная структура, Росприроднадзор, территориальное управление. Они насчитали 22,4 миллиарда ущерба. Но центральный аппарат это был... Сняли все претензии в связи с якобы форс-мажором, который на самом деле не было. Ну, такая ситуация была, я тут выступал, делал. Сейчас та же самая мысль, все надо делать вовремя. И я вот вижу, что мы, уважаемая общественность, очень часто, и наука, мы вроде бы правильно думаем. Вот в свое время Любовь Иннокентьевна
сделала проект, это Киприянова и Любовь Даниловна, проект на ООПД местного значения не довели до конца. Потом провели экспедицию, которую тоже зафиксировали точки местонахождения, памятник природы. Да, и, соответственно, координаты тоже передали, тоже немножко не вовремя, не сделали. Я вижу, что есть ситуация, по которому мы оказываемся, что лес федеральный, решения принимаются наверху. Если мы Росприроднадзор здесь просто пинали как могли, и он уже во многом свою беззубость показал, то сейчас нам по лесной службе контролирующие функции в министерстве с окончанием названия лесного хозяйства у них и нету. Они только готовят документы и передают там разделение функций. Поэтому, конечно, я за то, чтобы были очень четкие разделения. На самом деле у нас была федеральная структура на территории Республики Саха-Якутия, которых можно было схватить за горло, и они отвечали за весь комплекс вопросов. Департамент по лесным отношениям. Сейчас этой структуры нет, она присоединенная, но у любой структуры, у любого решения есть возможности каким-то образом повлиять. Сейчас мы, по сути, на московские приказы, московские решения не имеем никакого воздействия. Но народный гнев всегда будет обращен на вот этих товарищей. Потому что они рядом, они здесь. Поэтому я что могу сказать, что в принципе надо очень четко понимать, кто где за что отвечает. У нас сейчас законодательство такое, что оно вот определяется. В республике у нас почти каждое пятое растение, ну где-то чуть поменьше, оно относится к категории особо охраняемых. Оно фактически есть, куда ни зайди, все равно можно найти. И еще, чтобы сказать, изученность территории у нас не даже в зоологическом, конкретно по местообитанию, с плотностью, не в ботаническом, она очень слабо изучена. Конечно, мы говорим, что мы сплошь и рядом там обошли, в реальности этого нету. Но еще один нюанс. Вы знаете, в какой момент надо рубить лес профессионала и любителей? Зимой или летом? Зимой. Зимой. В Алдане так и делают. Уважаемые Лено-Амгинское междуречье, когда вы рубите лес очень часто? Февраль-март? А вопрос тогда, есть четкие факты, когда в лесничие Алдана, которые работали со специалистами, которые пришли работать в Алдане из Лено-Амгинского междуречья, они их очень сильно штрафовали, потому что они нарушали всегда регламенты. Они по привычке работали в период летний, потому что привычно, у них колесная техника. Поэтому я считаю, что те технологические карты, которые есть и в Алдане, они на самом деле очень жестко соблюдались. Посмотрите космоснимки, уважаемые. У них восстановление идет довольно оперативно быстро. Там, конечно, влияет больше осадков, мерзлота другая, и так климат другой и так далее. Вот то, что около НС институт внутри мне показывал в реальности, это то, что было вот ужасно в советское время. Я понимаю, что регламент и так далее, но учтите, что мы все находимся под неким давлением, что много информации. В ряде случаев можно логично обосновать все, что угодно. Я предлагаю, соответственно, конечно, порассуждать, сделать. Когда Лароса была, здесь такого зала объема не было. Амгу, видимо, больше любят, чем Вилюй в этом плане. Молодцы, я очень радуюсь. Но надо сделать так, чтобы мы реально нашли точки соприкосновения. И у меня впечатление такое, что мы органы власти уже не признаем. Мы хотим, чтобы у нас было безвластие. И есть люди-профессионалы, которые говорят, законы надо менять. Уважаемые, где они, наши федеральные представители, где федеральные структуры, которые принимают решения по лесу? Они далеко, они там, в Москве. Уважаемые, чаще всего там. Поэтому предложение, чтобы мы начали работать с федеральными структурами и очень консолидированно. Вот ваше мнение сейчас, это как от А до Я, там все мнения, от правых
левых, центристов, бандитов и так далее. Все вместе, все каша-малаша. Поэтому, уважаемые, давайте мы создадим что-то, какую-то структуру. Вот у нас есть разумные органы, которые мы сейчас уже понимаем. Общественный экологический совет при министерстве. У нас есть общественные движения, есть объединение движений над движениями. Я тоже там состою и сделаем. И в этих группах там тоже разные мнения. Там самый правительственный негодяй, наверное, я. Вот тут мне не надо ссылаться. Я потому что всегда говорю, ребята, надо делать все вовремя. Мы делаем не вовремя. Поэтому, уважаемые, Амгу надо защищать, сделать так, чтобы они восстановили или изымали те виды редкие, которые они попадают по территории, потому что все равно это повлияет сильно. Огромное количество. Если расходы они несут, пускай несут. Спасибо, Михаил Михайлович, мы вас поняли. Спасибо. Спасибо. У меня небольшое дополнение. Я говорил о том, что там практически нету делового леса. Поэтому нужно летом провести реальную, такую объективную лесоустроительную работу по оценке запасов. Соответствуют ли они действительности? Не соответствуют. Спасибо. Слово предоставляется депутату Госсобрания Республики Саха-Якутия 1 и 3 созывов, нашему общественнику Михаилу Семеновичу Санникову. Пожалуйста. Здравствуйте. Вот я выступаю. Зовут меня Венера Петровна Марфусалова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Я сама родом с той самой Верхней Амги. 7 поколений Марфусаловых жили там и связаны. До сегодняшнего дня мы абсолютно тесно связаны с Верхней Амгой. На этой неделе приезжал мой брат, 75 лет ему, 11-летним мальчиком. Его вывезли в Камот, потом в Алдан и в Хатыстыр. Что он сказал? Он вообще-то не в курсе особо вот об этих событиях, но он сказал: если я умру, мой прах нужно рассыпать с моста в Амгу. Вот его последние слова. Это человек, который ушел оттуда в 11 лет, настолько тесно связан с Верхней Амгой. Вот. И что я хотела сказать? Вот вопрос министру. Я очень сожалею, что исполнительная власть и депутаты противостоят общественности. Как это можно? Сахамин Афанасьев, который часто ездит туда, не Гурчай, это охранная зона. Буквально в 20 километрах от Верхней Амги есть охранная зона. Вообще, надо сказать, с верховья в Стеню-Ряха, заканчивая границей с Амгинским районом, все территории практически это наши территории. Эвенка. Там проживают мои родственники. Буквально на той неделе мой внук, 12-летний мальчик, в Тимурях ездил. Это приток Амги, верховья Амги, кормить изюбров. Если не верите, я могу видео показать. Покажите. Понимаете, настолько вот мы тесно связаны с этой Амгой. И вот я очень сильно сожалею, что министр экологии сидит, да? Он психологически настроен против такой огромной массы представителей Нижней и Верхней Амги. Как это может быть? Давайте не будем характеризировать. Теперь, значит, извините, пожалуйста, представитель Алдана, хваленное, значит, лесничество, да, хваленное. Лесников я за всю жизнь вот, проживания в Алдане, в Нерюнгеле 13 лет я прожила. И с лесничеством мы не имели абсолютно никаких отношений. В чем дело? Почему их хвалят?
У них вообще оценку надо на 2 с минусом поставить в вашей работе. Алданские лесники. И вот министр экологии сидит и просто ухмыляется. Разве можно себя вести там перед такой огромной аудиторией? И как вел себя вот Сахамин Афанасьев, да? Я просто поражена. Человек с огромным опытом, гражданин, представитель нашей республики, рожденный в Якутии, настолько вот противостоит общественности и не считается с людьми, которые очень обоснованно выступают, ученые, представители Нижней Амги. И я очень хотела бы поблагодарить Нижнюю Амгу, если бы не представители вот Амги Нижней, да, Амгинского района, конечно, никто бы нас в верховьях Амги не защитил. Хотя, надо сказать, я еще не знаю, насколько они бы не защитили. На самом деле там есть внутренняя духовная сила. Я принесла книгу. Куда я положила эту книгу большую? Значит, вот все я посмотрела. Регламент, спасибо. Вот эта вот книга написана в Верхней Амге Анной Николаевной Мыреевой. Это слова, тексты, все это Верхняя Амга. Там очень сильная духовная составляющая. Вы не думайте, что мы так легко и просто пустим вот этих лесорубов. И вот последнее, что я хотела бы сказать. Рубка леса, это не простая рубка. Там постоянный будет гул машин. Будут строить дороги. Знаете, там разгонят полностью всю живность, растопчут все травы, все вот эти уникальные растения. Абсолютно никаких охотничьих угодий там не будет. Поэтому наши вот представители Верхней Амги вряд ли будут согласны с такой постановкой дела. Спасибо. Все площадку. У нас здесь 4 министра сегодня участвуют здесь. Здесь главное здесь сечь. Нельзя говорить, что вот кто-то кому-то противопоставляется. Но это обязанность. Все посидим, вместе работаем. Они на Спасибо, зарплату Михаил Сергеевич, сидят. пожалуйста. И все, спасибо нужно. Уважаемые участники круглого стола, я должен сказать, что причиной того, что происходит в верховьях реки Амга по вырубке лесов, возникло из-за отсутствия законотворческой работы в органах государственной власти Республики Саха-Якутия. И договорные отношения, согласно конституционных норм с Российской Федерацией. Что я имею в виду? Наша республика на основании статьи 72 Конституции Российской Федерации имеет полное право разработать и принимать свои законы по недровым полезным ископаемым, земельным, водным и лесным ресурсам, поскольку все эти вопросы являются предметами совместного видения. Но в республике по сей день никаких законов нет по сохранению земельных, лесных, водных ресурсов. Республика по сей день в лице государственных органов и Дархана, и Тюмена правительство бездействует и не выполняет свои обязанности, полномочия, которые прописаны не только в нашем законодательстве, я имею в виду и республиканском, но в законодательстве Российской Федерации. Вот что происходит. Вот из-за такого самоустранения республика от своих полномочий не ведется работа органами государственной власти Российской Федерации, хотя все эти полномочия по вопросам совместного ведения гарантируются по сей день и по сей час, по сию минуту, вот даже тот момент, когда мы заседаем здесь, проводим круглый стол. Поэтому, уважаемые участники круглого стола, в первую очередь по этим вопросам должен работать глава республики Николай Алексеевич Сергеевич, как гарант интересов всего населения нашей республики.
Вот вы видите, что происходило и происходит во всех странах мира. Общество само неуправляемо. Не управлялось и не будет управляться. Возьмем пример Америки. До недавнего времени был президентом Соединенных Штатов Трамп. Совершенно другая ситуация была. А как только избран был Байден, общество сразу изменилось. Поэтому мы круглыми столами, пикетами, парламентскими слушаниями и проведением правительственного часа мы ничего не сумеем сделать. Надо проводить по данному вопросу референдум всереспубликанский. Вот мы должны в резолюции потребовать, что это обязательство было принято Общественной палатой нашей республики по проведению референдума. Иначе мы ничего не сможем. И не смогли. Не только по вопросам экологии, даже по тем вопросам, которые, допустим, давно поднимают. Ну, возьмем, мы в основном сегодня представители аграрного сектора экономики. За 30 лет мы потеряли более половины поголовья крупного скота, оленей, посевных площадей. Ничего не можем делать. Поэтому в первую очередь по этим вопросам должны заниматься государственные органы нашей республики, в первую очередь, поскольку гарантом является глава республики. Так, соблюдая регламент, перейду к конкретным предложениям. Вот, где запасы леса в мировом масштабе? Это, конечно, Россия, практически в первом месте, Соединенные Штаты, Канада, Бразилия, Австралия, Финляндия. У них есть устойчивое законодательство во всех этих странах, вплоть до заготовки лесов на те или иные нужды. А Россия что есть? Есть ли у нас наша республика? Вот сегодня представители исполнительной власти ссылаются на законы Российской Федерации и говорят, мы ничего не можем. Тогда почему зачем они? необходимо у нас правительство и Тюмень, и Дарка? Если они ничего не могут. Поэтому я обращаюсь не попадешь никуда. таким образом. В первую очередь, вот правильно сделали, Степан с вами выступил, надо вплотную работать лесозаготовителям, проверить документы и то, что у них происходит на самом деле по заготовке леса, и найти нарушение закона. Сразу обратиться в суды. Второе. Вот мы сегодня говорим только по лесу. А почему не говорим о пресной воде? Почему мы о самой Амге не говорим? Судебная система. Пресная вода в чистом виде сохранилась по всей России только в нашей республике. Это наши реки, наши озера. И Амга из рек в единственном числе. Вот предыдущие ораторы правильно подчеркивают. У нас уже Лена не та, в первоизданном виде, провели вот ученые только что сказали, Индигиль, Яна, Алдан. Какая ситуация, мы знаем. Поэтому мы имеем право потребовать не только от государственных органов нашей республики, надо обратиться к президенту Российской Федерации. Мы имеем полное право хотя бы сохранить в чистом виде Амгу, поскольку уже произвели и не подлежат восстановлению, пока не прекратятся промышленные освоения вдоль рек, вот, которые я перечислил. Поэтому мы должны конкретно работать. Общественная палата в своей резолюции
Есть время, да? Время вышло, вам сколько надо еще? Не только предложением, а требованием обратиться к главе республики, правительству и Тюмени и Академии наук. Вот хорошо то, что Институт биологии сегодня высказал в лице своих сотрудников свое мнение. А где другие институты? Михаил Семенович, вам сколько надо еще? У вас время вышло. Пару минут. 1 минуту еще. Надо обратиться к президенту Академии наук Пилипову Василию Васильевичу. Да. Он аргументированно довел, ну я не знаю, может или не может, но сегодня президент Академии. Согласованное мнение всех структур именно по АМГе. По АМГе. Так, ладно, я вас не перебивал, я прошу как бы это потерпеть мое выступление. Надо еще выходить другим научным организациям, которые вот богаты лесными ресурсами. Канада, Финляндия, Соединенных Штатов. Надо привлечь мировое сообщество. Это у нас непростая республика. Одна шестая часть Российской Федерации. И мы сегодня вот в такой ситуации находимся. За нашу экологию, за наши природные ресурсы не только республика не беспокоится в лице своих руководителей, но и Российская Федерация. Поэтому есть момент обратиться к научным организациям других стран. Так, заканчиваю, поскольку торопите. Надо и резолюцией Общественной палаты потребовать прекратить работу лесозаготовителей до ответа требований сегодняшнего форума, ну, имеется в виду круглого стола, до получения ответа от Илдархана, от правительства, от Тюмена и от депутатов Государственной Думы и от наших сенаторов. Что они должны сделать? Сегодня почему их нет сегодня? Поэтому вот, заканчивая скажу, что это не первое мероприятие и надеюсь, что это не последнее. Общественная палата по ходу действий тех или иных структур почаще должен собрать общественность по обсуждению этой проблемы по заготовке леса. И в следующий раз надо включить вопросы не только лесозаготовки, и вопрос воды. Вопрос сохранения самой АМГи. От начала до конца. В каком состоянии находится АМГа. Благодарю за внимание. Все, спасибо, Михаил Семенович. Здесь много раз говорили по поводу научного сообщества. Что надо быть конкретным. Если не... Я третий раз говорю, что гарант, согласно Конституции, Арсений Сергеевич Николаевич как глава. Да. Если он это не будет на эти вопросы, по многим вопросам он не реагирует. По Белюю, там, по атомным взрывам, по сельскому хозяйству. Как будто у нас главы нет. Если он не ответит официально, он не ответил приглашению Афанасия Павловича. Если он не будет обращать внимание, обходить все острые вопросы, надо потребовать его отставку. Спасибо. Здесь неоднократно уже говорили касательно научных организаций, экспертов, и в том числе говорили про институт мирозавоевания. Я бы хотел сюда пригласить заместитель директора по научной работе, доктора биологических наук Александра Николаевича Федорова. Это как раз один из разработчиков, соавторов республиканского закона о сохранении вечной мерзлоты. Пожалуйста, Александр Николаевич. Здравствуйте. 7 минут. Да, хорошо. И, я, конечно, знаком с проблемой. Всегда, вот как только 2 года назад начиналась вот эта эпопея, я всегда участвовал. И потом участвовал еще в
лесных форумах российских. И вот то, что сегодня Сахамин Афанасьев сказал в начале, что практически, ну и потом после него министры тоже говорили, что вот законы все федеральные, мы ничего не можем. На самом деле, вот на одном из совещаний, ну, когда вот наш директор Михаил Николаевич Железняк выступил, Николаев Николай Петрович, председатель Госкомитета Госдумы, он, когда убедился, что проблема у нас очень большая, что действительно надо как-то решать, и поэтому он прямо обратился к Сахамину Афанасьеву и Владимиру Прокопьеву. Ну, тогда Прокопьев был председателем комитета по земельным отношениям Ильтумена. Почему вы не делаете республиканский лесохозяйственный регламент? Почему? Вот сегодня, завтра же, сегодня же вы сделаете. И общественность потеряла здесь свою вот эту душу. Потому что все мы думали, значит, вот из Госдумы приказ дали, вот нашим начальникам, министрам и Ильтумену. И поэтому все притихли. И поэтому вот сегодня мы, опять же, вот по этой же проблеме, по той же проблеме второй раз вступаем в эту же реку. Так, пожалуйста, презентацию. Ну, я хочу в основном тоже покажу, почему, чем мы убедили тогда Михаил Николаевич, чем убедил Николаева тогда председателя. Следующий слайд. Так, убедили тем, что вот это глобальное потепление климата у нас идет очень сильно. 2 раза сильнее, чем в России. 3 раза сильнее, чем в мире. Вот здесь посмотрите, средние вот эти изменения температуры за 50 лет, да, от средние годовые температуры от 2 до 3 градусов. Ну, вроде 2-3 градуса, это средняя годовая температура, это большое значение. Следующее. Здесь вот конкретно даются вот температуры Томота и Буяги. Это верхняя Амга. И посмотрите, да, вот 70-е годы посмотрите и 90-е годы. Сразу идет резкий рост на 4 градуса. 4 градуса. Если у нас средняя температура около 8, да, то значит практически 2 раза вот эта температура, она повысилась. Дальше. Это вызывает на мерзлоту. Пожаловать в систему конференц-связи. Для подключения к конференции используйте цифровую клавиатуру или управление удаленной камерой. Наберите номер конференции и нажмите клавишу «Решетка» или нажмите звездочку для создания новой конференции. Так, ну это оказывает еще меньшее вроде бы влияние на мерзлоту. То, что вот на 4 градуса, на 3 градуса, на 2 градуса изменилось, да, на мерзлоте это сказывается на полградуса. Следующий слайд. Вот это полградуса, вот эти полградуса. Посмотрите, что творит с нашей природой. Это по всей Якутии так, не только в Верхней Амге. Дальше. Дальше. Тогда мы сделали вот такие карты. Это первый участок Верхней Амга, и на Юнгюле тоже сделали. Посмотрите, вот эти космические снимки и мерзлотно-ландшафтные карты. Следующий слайд. И посмотрите, сколько процентов неустойчивых, которые вообще не надо касаться. Техника не должна касаться их.
33%. Вот верхние, вот эти неустойчивые, вот красным этим. Устойчивые, относительно устойчивые, которые можно при таком потеплении трогать, что мерзлота не сильно так повлияет. Посмотрите, 32%. Вот это, вот я специально обращаюсь вот к Министерству экологии. Вот это вы должны знать. Это экология. И это вы должны знать и разборчиво разобраться вот с этой мерзлотой и с этими ландшафтами. А не показать там прямыми линиями отдали, рубите. Это ни в коем случае нельзя. Вот уважаемый Санников вот выступал. Паритет уже, я тоже поддерживаю. Михаил Николаевич Железняк тоже говорил, вот какие реки Ганам, Гным после вот этих техногенных нарушений. Вот чтоб вот этого не было, конечно, нам нужен совершенно другой регламент. И этот регламент тогда, 2 года назад, вот, Москва просила, сделайте нам республиканский регламент. Мы не сделали. Конечно, тут виноваты, наверное, и общественники, потому что мы, пандемия, само собой, мы забыли и надеялись на Сахамина Милановича и на Владимира Михайловича. Мы надеялись, что они сделают, а они не сделали. Дальше. Почему мы боимся вот этой мерзлоты? Вот внизу темные пятна, видите, да? Вот на склонах вот лед подземный, вот этот надмерзлотные воды, вот они там накапливаются. И когда увеличивается протаивание после вырубок, да, протаивание доходит до этого льда, и с этого льда вся почва уходит в реку Амгу. Сразу. Дальше. Дальше, пожалуйста. Почему не следит? В телефоне сидит. Ему неинтересно. Следующий. Здесь на экране все видно. Так, вот видите, вот темное, вот это на профиле, это вот на склоне. Вот это темное, черное, да, вот этот лед лежит. Если протаивание доходит до него, то значит вся вот верхняя часть уходит вниз. И потом после этого, да, никакая трава, никакое дерево расти не будет. Дальше смотрим. Так, ну здесь мы прогнозы давали, насколько увеличится протаивание, температура там и так далее. Ну это тогда в тот раз мы все это передавали. Следующий. Вот про ОНЕС, Амгинский леспромхоз. Вот это фотографии, посмотрите, да, это вот в 80-х годах леспромхоз работал. Наш. Вроде бережно работали. И теперь посмотрите, вот эти до сих пор, вот эти участки, они лысые. Лесов нету. Вода сразу уходит. Вот это вот половодье. Талые воды сразу уходят. И вот посмотрите, 800 метров, вот наверху, да, 800 метров, вся почва, все рыхлые грунты, они ушли в долину. И, конечно же, на камнях не будет расти дерево. Внизу, посмотрите, вот 300 метров, да, это оползни. До льдов доходит, и все это срывается вниз. Вот такая ситуация. Вот поэтому я говорю, вот регламент, учитывая вот это, да, ну, Республика Саха, Минэкологии, они должны сделать свой регламент. Почему мы должны это сделать? Потому что природные процессы у нас не как в Москве. И как Сахамин Миланович сказал, не как в Калининграде. У нас свои процессы. Дальше.
Ну, институт мерзлотоведения, конечно, ну, не надо говорить, что мы предвидели там и так далее. Ну, работаем, да. Вот такие карты составляются, где природа опасная, где не опасная, там и так далее. Сколько, какая льдистость в этих мерзлых породах, где опасные вот, породы. В первую очередь деградация мерзлоты, где пойдет, там и так далее. Вот такие карты есть. И эти карты, они находятся на нашем сайте. Любой человек может зайти, посмотреть или распечатать и повесить на стену. Любой человек. Все это свободно. И поэтому, говорю, вот наши работы, конечно, и мы бы помогли созданию этого регламента. Если этот регламент будет, да, был бы, то, конечно же, никакой промышленный сюда не пришел бы рубить леса. И самое главное, Амга. Вот амгинцы, чем они должны гордиться? Потому что это первый случай. Потому что если Амга уйдет, то значит вся республика и вся Сибирь и весь Дальний Восток уйдет. Вот представляете, да, вот какая вот у нас миссия. Все, спасибо. Спасибо. И у нас еще по БТС участвуют наши коллеги. И вы все знаете, здесь участвует председатель общества лесоводов, заслуженный лесовод Российской Федерации Сарглана Поликарповна Аммосова, известная тоже общественница. Давайте ей дадим слово. Здравствуйте, уважаемые участники общественного слушания. Меня слышно, да? Да. Да, слышно. Ну, во-первых, хочу сказать, что все претензии, которые сегодня высказывали по формированию данного лесного участка в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства, я думаю, что они не обоснованы, потому что я помню эту историю. Участки формировались в 2015 году, когда лесное хозяйство не входило в состав Министерства охраны природы. Участки эти были подготовлены по заявке Министерства промышленности по поручению правительства республики для Алданской лесоперерабатывающей компании. Был один участок, и второй Алёпни заказывали для предприятия «Алмаз». Если говорить о заготовке древесины в республике, то лесная промышленность за прошлый год в республике работает всего 6 арендаторов, заготовили 128 тысяч кубометров древесины. Основная заготовка ведется населением нашей республики, это свыше 22 тысяч договоров купли-продажи с объемом более 1 миллиона кубометров в год. Есть вот два вида оформления права. Одно — договора купли-продажи лесных насаждений. Это договора для населения, для муниципальных нужд. По всем районам они заключаются, срок 1 год. По ним вторая сторона, лесопользователь, не несет никаких обязательств. И второй способ, заготовки древесины разрешительной документации — это договора аренды. Но я вот, как сказала, в прошлом году ввели работу всего 6 арендаторов. Это «Алмаз», Витинская лесная компания, ИП Пудова, ИП Гурьев, ИП Романов и «Артель Амур». Незначительный объем будет. Что не хочу я тут говорить о том, что у нас растет доля спелых и перестойных лесов. Не хочу говорить о том, что договора купли-продажи лесных насаждений — это выборочные рубки, они изреживают насаждения и ведут к ослаблению санитарного состояния лесов. Не хочу говорить о других нюансах, чисто таких профессиональных, да. Хочу конкретное предложение внести какое. Во-первых, лесной фонд республики 255 миллионов, и он делится на 3 категории. Это защитные леса — 32 миллиона кубометров, эксплуатационные леса, где допускается заготовка древесины — 94 миллиона гектаров,
И большая категория, половина лесного фонда Якутии отнесена к резервным лесам. По лесному кодексу по резервным лесам четко и ясно прописано, что это леса, которых в ближайшие 20 лет не допускается заготовка древесины. Теперь, что же нам получается, если сейчас у нас нет никакого законодательства по именно нашим особенностям, с нашей вечной мерзлотой? И я думаю, что вот эти нормативно-правовые акты, если даже внесем мы, то они не очень-то скоро и в реализацию пройдут. Более такой выход из ситуации я вижу в том, что попытаться, ну не то что сделать, чтобы правительство сделало шаги по лесоустройству наших лесов, по изменению состава категории этих лесов, вот переводу части лесов, где мы не хотим проводить заготовку древесину, в категорию резервных лесов. Что для этого нужно сделать? В этом году было принято постановление правительства Российской Федерации номер 166, называется «О подготовке и утверждении плана проведения лесоустройства на территории Российской Федерации». В соответствии с него принят план проведения лесоустройства на 2022 год. На 2023 год будет приниматься ежегодно. И я думаю, что сейчас правительство совместно уже с Министерством экологии и природопользования и лесного хозяйства, конечно, с Министерством промышленности, должны вклиниться в процесс формирования плана проведения лесоустройства и внести свои предложения или по изменению целевого назначения лесов нашей республики и также приведению известность проведения свежего лесоустройства в лесах республики. Вот у меня такое конкретное предложение, потому что все остальное, что мы там говорим, все будет, всегда будем говорить, там в лесном кодексе так написано, в лесном законодательстве так написано, все вроде соблюдают, а на деле вот получилась вот такая ситуация. Поэтому вот у меня такое конкретное предложение. Прошу. Спасибо. Спасибо большое. Мы как раз вот по регламенту успели. Так, сейчас информация заслуженного эколога Российской Федерации, отличника культуры республики Любови Даниловны Киприяновой. Любовь Даниловна, пожалуйста. Известный общественник, тоже наш. Я хочу, значит, рассказать о той экологической экспертизе, которая была проведена в 2020 году. Был приказ по линии Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства от 30 июня 2020 года о проведении экологической экспертизы и состава значит, членов этой экспертизы. Но экспертиза была проведена в составе, значит, довольно-таки очень солидной группы специалистов. И в него входили, значит, Готовцев, Баишев, Дайбаныров, Васечка и я. Первая экспертиза не утвердила проект Woodland-24 и Ангара, потому что в проекте были очень много недостатков. Но проекты были доработаны, и вторым, значит, решением, приказом от 2 июля 2020 года экологическая экспертиза была утверждена по линии министерства. Но я с этим не согласилась и написала свое, будем говорить, особое мнение. И, значит, я коротко, значит, расскажу о тех моментах, которые я была не согласна. По линии, значит, Woodland-24. В данном, значит, проекте, как уже говорили, не был включен список краснокнижных видов растений.
Ну и раздел абсолютно не был разработан. Ну, тут сказали, значит, там есть много краснокнижных видов, но основной вид это таран или горес амгинский. Постановлением правительства 1980 года этот объект в устье реки Буяга был объявлен как памятник природы республиканского значения. И все эти годы только было постановление, не было описания вот этого объекта, не были разграничены границы этого памятника природы. И в прошлом году я самостоятельно сделала это описание, вот это. Сделали мы границы в Департаменте биологических ресурсов и внесли в реестр особо охраняемых природных территорий Республики Саха-Якутия. Но это тоже объем работ был очень большой. Кроме того, в этом проекте дается список тех рек, которые впадают в реку Амгу. Их, значит, где-то довольно большой список. Это речки Унгулиени, Ураса, Дарылык, Адырджах, Эймирах, Кумахы, Караюрах, Кушума, Сибикте, Турку, Улхан-Токку. Это речки, которые впадают в Амгу. И по берегам вот этих речек не были выделены водоохранные зоны. То есть по берегам вот этих речек может произойти сплошная заготовка древесины, что приведет к обмелению реки Амги в верховьях, потому что вот эти реки питают водой реку Амгу в верховьях. А где верховья, там среднее течение, то есть произойдет обмеление реки Амги, если вот этих по берегам вот этих рек будет производиться заготовка древесины. Об этом мы, значит, я в своем особом мнении указала. Ну и при планируемых сплошных рубках произойдет обмеление реки, как я уже сказала. Дается перечень вот этих рек и не выделены водоохранные зоны. И нет сведений о животном мире. В разделе есть список краснокнижных видов, охот промысловых видов, есть упоминание о охотпользователях. Нет списка охотпользователей. И тут огромное количество охотпользователей, и при заготовке древесины на этих территориях охотпользователи понесут большой ущерб. И этот ущерб тоже не посчитан. Ну и хотелось бы сказать, что нет в этом проекте ничего не сказано о мерзлотных условиях, как вот предыдущие коллеги сказали. И, значит, не произведены были натурные исследования. То есть все это производилось где-то на компьютере, ногами не прошли по этой территории, и нет описания ни редких видов растений, ни животных, ни охотпользователей, ни ущерба, который будет нанесен на этой территории. Кроме того, значит, в этом проекте нет договора социального экономического развития с этими районами, с Алданским районом и Амгинским улусом. То есть пришли, отработали все, а что люди будут иметь от этого? Будут ли рабочие места? Будет ли вот этот вот договор, по которому, значит, местные жители, улус будет иметь какое-то значение экономическое вот этого. Ну и вот в таком виде я считаю, что проект не должен быть утвержден. И я это передала через экологическую экспертизу проектанту, но, по-моему, это не учли. Дело в том, что время от времени на Амгу все время пытаются рубить лес. В начале 90-х годов, если вы все помните, должны были разместить там спецподразделение МВД для заготовки леса в среднем течении реки Амги. Но экспертиза, государственная экспертиза тогда, Госкомэкологии и, значит, общественность Амгинского улуса стали против этого. Возглавила Сидоркевич Иванова вот этого движения. И проект был отменен, и спецподразделения МВД не были размещены для заготовки леса. И вот второе, так скажем, не самой реки Амги, конечно, а бассейне реки Амги. Вот это вот второе поползновение, буду говорить. И все равно в покое не оставят. Не эти, так другие придут, как сказал Маслобойников. Вы против меня тут воюете, вы не знаете, какие акулы придут.
Он вот так вот сказал, и вот первая акула у нас в лице вот Белобородова, наверное. Дело в том, что вот когда идут сплошные рубки, сплошная заготовка древесины, обмелеет река. Обмелела река Лена, потому что в верховье реки Лены, в Иркутской области, в Усть-Куте проходят сплошные рубки, заготовка древесины в таком больших объемах. Река Лена обмелела. И позапрошлом году водозабор не мог заполнить, вот город Якутска не мог заполнить свой кош, была объявлена чрезвычайная ситуация, сделана была дополнительная дамба, и пришлось этот кош заполнять уже в чрезвычайной обстановке. Вот этого, конечно, не должно быть. Потом, значит, мы с организацией Аммакардовна что-то провели огромную работу, вот как вот сказала Неустроева. Мы провели экологическую, значит, экспедицию по всем этим населенным пунктам 4 улусов. По-моему, 28 это населенных пунктов. Да, провели очень огромную работу. И целью было, значит, создание схемы особо охраняемых природных территорий бассейна реки Амга. Но, к сожалению, большого такого эффекта от местного населения, от муниципального образования 4 улусов не поступило. То есть мы все время говорим о том, чтобы создать природный или национальный парк Амга на месте ресурсного резервата, и на этом останавливаемся. Вот смотрите, по всей реке Амге сколько памятников природы, сколько объектов культурного наследия, и они остаются вне внимания муниципальных образований, вне внимания общественности. Это все теряет свое значение. Смотрите, по правому берегу реки Амги находится очень много пещер. И в этих пещерах очень много наскальных рисунков. Я с Верхней Амги сплавлялась в 80-м году по реке Амге, и мы это все зафиксировали тогда, как в бумажном варианте. А теперь что? И цифра есть, и фотоаппараты есть, все есть. А ведь я сейчас закончу. А вот эти вот наскальные рисунки теряют свое значение, теряет свой смысл. Поэтому вот надо в этом направлении тоже работать. И хочу сказать по туризму. Сколько я не говорю по туризму, Министерство предпринимательства и туризма чем занимается? Высоких, Кормилицына, чем занимались? Огромные деньги были вложены в это министерство. И до сих пор нет схемы развития туризма по реке Амге и по другим рекам. И поэтому люди отдыхают там диким образом, нанося тоже ущерб реке Амге. И вот я пользуясь случаем, предлагаю создать схему развития особо охраняемых природных территорий бассейна реки Амги, создать, значит, схему развития экологического туризма по реке Амги, и, значит, вот по Алданскому улусу. Тут Солнышко выступала очень грамотно, эмоционально. Но смотрите, там 6 местных резерватов по Алданскому улусу. Но нет ни экологического обоснования, ни биологического обоснования. Они просто принятые решения в начале 90-х годов. На них уже нельзя опираться. КМНС не оформили свои земельные дела. Поэтому вот обращаюсь, значит, к Алданскому улусу для того, чтобы вот эти работы ускорили и провели работу в этом направлении. У меня все. Спасибо, Любовь Даниловна. Следующее предоставляется слово информация заместителя директора по научной работе Института биологических проблем Калитозуно-Сибирского отделения Российской академии наук, доктору биологических наук Александру Петровичу Исаеву. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Меня попросили немножко рассказать о влиянии мерзлоты на лес и леса на мерзлоту. Дело в том, что уже в 70-е годы прошлого столетия начало развиваться такое направление, как мерзлотное лесоведение. С тех пор уже начали понимать, что лес и мерзлота – это неразрывное целое, которое нельзя разрушать. Этот баланс между ними, он очень неустойчивый. И получилось так, что среди основоположников этого направления были и якутские, и российские ученые, и Уткин Анатолий Иванович, и Щербаков Игорь Петрович, и Тимофеев Петр Алексеевич, и Алексей Павлович Тыртиков.
Поздняков Лев Константинович. Мы помним эти имена. И что же они нам говорили? Они говорили о том, что наши леса уникальны. В чем уникальность? Вот представьте себе Оренбургскую область, Астрахань. Представьте себе Ростов-на-Дону. Там, где нет лесов, Волгоград. Выпадает осадков там 300, 400, 500, 600 миллиметров в год. А у нас всего 200. И у нас есть лес. С чем это связано? С тем, что только наличие многолетней мерзлоты позволяет лесу у нас произрастать. Поэтому мы должны сохранить мерзлоту в обязательном порядке. Я согласен с мнением Саргланы Поликарповны о том, что одним из путей сейчас быстро это сделать, это изменение категории земель. Наверное, более сложная работа – это включение такой категории среди защитных лесов, как мерзлотозащитные леса. Такой категории, к сожалению, нет официально. Хотя об этом уже, начиная с 90-х годов, много ученых уже обосновали это понятие мерзлотозащитные леса. И если мы придадим лесам, которые произрастают на ледовом комплексе, этот статус мерзлотозащитных лесов, то все леса Лено-Амгинское междуречье и прилегающих территорий можно было отнести к защитным категории защитных лесов. Я согласен также с мнением Любови Даниловны, что одним из путей сейчас срочно решить эти вопросы является придание статуса охраняемых, расширение территории охраняемых территорий на в этом месте. Таким образом, можно было бы на первом этапе решить вопрос охраны лесов Амги, верховьев Амги, но это только часть вопроса. Необходимо вести планомерную, глубокую, комплексную работу по созданию лесохозяйственной своей законодательной базы республиканской. Дело в том, что в республике нет практически собственной лесной политики. Вот необходимо, чтобы у нас в республике вот такая политика бы появилась. Это предложение по законодательному закреплению лесной политики у нас в республике должна быть. Раньше у нас был закон о лесе, потом его отменили. В настоящий момент, конечно, нет ни одного законного и подзаконного акта. У меня все. Спасибо. Спасибо, Александр Петрович. Мы к вопросам подойдем. Спасибо. Потом подойдем к вопросам. Подождите немножко. Так, дальше у нас слово идет... охраны вечной мерзлоты. Нужно, надо, обязательно. А вот кто именно занимается охраной вечной мерзлоты? Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства. Адвокаты и прокуроры могут работать в улице? Один вопрос, спасибо. Нет, коллеги. Адвокат и прокурор могут работать в улице? Нет. Поэтому предлагаю убрать из полномочий этого товарища эколога. Он не должен. Информация председателя районного совета депутатов муниципального района Амгинский УЛУС Софьи Лаврентьевны Александровой. Закон надо доработать, закон о мерзлоте. Очень сырой закон. Невозможно с ним. Добрый день, уважаемые общественность Якутии, уважаемый Дмитрий Николаевич. Ну, надо отметить, что сегодня здесь, в этом зале, собрались те, кто действительно сердцем и душой болеет за нашу природу. Также
Поэтому всем спасибо от имени амгинцев. Ну, мы, конечно, сложа руки, как пишут в WhatsApp, не сидим. Надо сказать, что сегодня Николай Архипович не смог подъехать, потому что у него там совещание идет на уровне вот правительства, поэтому он не в городе, он в Амге остался. А впрямую с общественниками работают депутаты районного совета депутатов. Весть о том, что начинаются эти работы, мы получили в конце 2019 года, когда нам эту весть принес наш земляк Оклопков Иван Николаевич. Он был лесником, и мы узнавали с Николаем Архиповичем, тогда нас уверили, что это неправда. Но, к сожалению, в марте мы получили уже результаты аукциона, и вместе с общественниками во главе Анны Зиновьевны Шишигиной, так Степан Степанович Сутаков, Степан Дмитриевич Нестеров и дочь легендарной Ольги Ивановны Сидоркевич, Вера Гиляревна Шилова, встали вот в защиту нашей реки Амга. Писали очень много писем. К нам присоединились 16 районных советов депутатов нашей Якутии и 2 наследственных совета депутатов Верхневилюйского улуса. В итоге получилось 18 улусов. Присоединились, и мы обратились к нашему Илдархану Айсену Сергеевичу Николаеву с письмом о том, чтобы приостановить эти работы. И тогда все мы помним и знаем, своим волевым решением Айсен Сергеевич Николаев приостановил эту работу, и мы все обрадовались очень и благодарили его. Помните, да, это дело? Да, помним. Да. И успокоились. Это так было. Мы сами все работали, и все переписки у меня есть. Значит, потом скажете, ладно? Спасибо. Потом скажете, если у вас есть еще дополнительная информация. Далее, мы в этом году, опять вот в конце того года, узнали, что эти работы возобновляются. Проиграли суд, Министерство экологии, да, был суд. И мы с Николаем Архиповичем встретились с Галиной Иннокентьевной Данчиковой по этому вопросу. И там вот решили, и по закону леса тоже работали с Владимиром Михайловичем Прокопьевым. Поэтому о том, что никто ничего не делает, я бы не сказала. Работают очень многие люди, но работа дается тяжело. Если вы умеете и сможете все это делать, помогите нам, пожалуйста, а не кричите, пожалуйста. Вот это я хочу сказать. Очень много хороших предложений мы услышали сегодня. И будем ее тоже вот в резолюцию войдет, наверное, да, Афанасий Павлович? И в резолюции давайте все вместе работать над этой глобальной проблемой, действительно, которая может привести к чему? К экологической катастрофе. Об этом мы все помним, и поэтому все мы здесь собрались. Так? Так. Ну вот так вот работа ведется. И не надо, я очень прошу нашего Евгения Андреевича Перфиля, он наш амгинский парень, тоже очень болеет за эту проблему. Будем работать. А то я слышу, и мне очень жаль что-то. Но личности не надо вот применять, да? Мы с ним встретились, работы, планы у нас есть, поэтому будем работать. Спасибо за внимание. Так держать. Спасибо, Софья Валерьевна. Да, у нас непонимание выходит из-за того, что у нас не хватает информации, поэтому мы как раз вот делаем на площадке общественной палаты такие встречи, и вот чтобы переговорить, и чтобы у нас пришли к единому мнению. Так, у нас дальше идет информация начальника управления промышленности Алданского района Юрия Анатольевича Паламутова. Пожалуйста. Так, давайте следующего спикера тогда. Тогда у нас идет информация директора ООО «Вудленд» Максима Анатольевича Белобородова. Пожалуйста, по ОВКС. Директор компании Woodland 24 Янгара Максим Белобородов. Максим Анатольевич, пожалуйста. Это заготовитель, да? Ну, сейчас технические вопросы там у нас у коллег. Связь у нас здесь. Так, микрофон включите, пожалуйста, Максиму Анатольевичу.
Вы все справные. Кондиционер холодный, не понять его. Включите микрофон, пожалуйста, Максиму Анатольевичу Белобородову. Вот он, на экране мы его видим. На общий экран надо вывести. Давайте, пока технические вопросы решаются, да, мы приглашаем Семена Моровича Агатоева с выступлением тоже. Пока будет техническое устраняться место. Спасибо, уважаемые участники круглого стола. Я коротко буду выступать. Всякая проблема имеет фамилию, имя, отчество и должность. Сегодня мы собрались по одной проблеме. Эта проблема у нас возникла в прошлом году, когда Министерство экологии и природопользования и лесного хозяйства подало в суд иск компаниям «Ангара» и «Вудлен-24» и выиграла, чтобы они рубили лес Амги, чтобы не вернуть 7 миллионов задатка. Да, мы имеем, значит, фамилия, имя, отчество, вы знаете, сегодня он был здесь, Сахамин Миланович Афанасьев. Да, вот это вот. Второе, я хочу сказать, что в республике у нас нету ни стратегии по лесному хозяйству, никаких программ и никаких проектов. Есть партизанское движение, которое то наскоком, то отскоком решает эту проблему. Это мы наглядно видим ситуацию с Вудлендом и Ангарой. Сначала разрешают, потом запрещают. Сначала один директор, потом второй директор. Сначала мы рубим лес для Китая, а потом для внутренних нужд. Нас, как маленьких детей, да, обманывают. Да, то это, то. Каждый раз придумываются новые водные, новые отмазки, будем так проще говорить, да. Поэтому я бы хотел заострить внимание на этом. Это не плановая работа, ребят. Это просто наскок. Чей-то интерес и чьи-то лоббистские возможности. Вот. Необходимо с нашей стороны общественный контроль. Мы со своей стороны, как общественники, да, я состою в движении, общественном движении «Защитим природу Якутии» с момента его начала, как только мы узнали, что Ангара и Вудленд начинают работать в республике, 2 года прошло. Вот, я со своей стороны, вот как общественник, обещаю, да, мы будем контролировать работу этих вышеназванных организаций в постоянной основе. И очень прошу присоединиться всем общественным экологам на службе, лесникам и так далее, присоединиться к этой работе. Я обещаю, да, мы будем на законных основаниях фиксировать все нарушения законов, правил, регламентов, фиксировать и подавать в суд. В конце концов, мы добьемся, что судебные издержки будут превалировать над прибылью, и в конце концов эти компании уйдут от нас. Все, спасибо. Спасибо. Сейчас мы разбираемся с техникой, и слово передается Дмитрию Федосеевичу Наумову. Вы все его знаете, он в свое время курировал эту отрасль сельского хозяйства. Вот. Сейчас он писатель, известный тоже, да. Sirbayım Kostaman'dan aydarı kahıp organım varan bizi sıvaptı kele olur projelerle dakpızına paşinok diye tavarız parada. O kelene pita ehgi bu min kurduluğa kugahta kılma kinine mandı gete. Pita beyağı kugahı kurduk beyağı bay gete ne bas bir vakit tepte. Beyağı Ligin sabtu ni kibre hen lawat anan behit tohti han
вопрос в Думбаратин Вагарепет. Хилги Байер Каханданы Джая Касуат. Ол бар. Onun dolayısıyla toxtanı rapakara benim kemer kapsatal bundan kal bütün dağını Olga Petrovna'nın ağındı bugün olay gibi tane tox amanı komiskahin oluz içiyordu bir bütün onu o hana isterediler doğru diye de bir de hukuk soğuk onun bugün akıllı Dimitri Sabinat varaktanın ama üst ablatı üst hal orta vandan bera ammatı hunan hırda uçuyor ki ne kadar bittere o ekologiyatı tohunan ben ona kapsamı bir keyten terekkenen bırakılla turabın o kadar maranta o halın manlık hatta beri amanı komisyonu мы должны защитить Ангую Евгений Андреевич не только лесорубку вырубку леса. В Анге есть золото. Да, она добывается. Еще алмазники очень, геологи очень кропотливо работают, чем и как провели. И она, трубка там есть. Если воду, использованную алмазниками, будут накачивать речку Мыла, она будет подать возле Хабтагая. Так, и сразу вот сидящие якутцы скажут, давайте, а где мало народу, будут, она вот трубкой здесь, будем на Белиз качать. Все. А там народу мало, а здесь 400 тысяч человек только в одном Якутске пригородами живет. Так что у меня было предложение, когда был Штурот президентом, Амгу надо всю, от начала до падения к реку Алдан, сделать природоохранной зоной. Сегодня об этом выступила Сапушкина. Потом мы будем все время так собраться, говорить и маленьком закончике, одном слове, все будем проигрывать. А почему есть Анга, это река республики? Достояние республики. Это не Лена, которая федеральная, это не Алдан, который федеральный, это не Вилюс, который федеральный. И мы должны все конкретно это сделать, и будем, общественность уже имеет свой опыт, будет документы свои в руках, и давайте, и будем требовать от всех. А все боятся, что сами они и их будущее поколение будет платить за загрязнение. Это страшно. Все очень боятся. Я работал, когда был зампредом, курировал вот, Саргалану, Поликарповну и других, я знаю, они очень боятся этого. Так что давайте сегодня очень вот Солнышкиной Розалии Васильевны предложение было, давайте вот начнем. Ни одному малочисленному представителю малочисленных народов никто карту не сделает, потому что денег нет у них. Ни одно муниципальное образование не имеет территорий по республике. Ни один. Потому что никто не его оформил. А оформлять это очень сложно. Это, в то время, когда я работал, это было 360 миллионов рублей. А сейчас это надо еще умножить на 10
наверное, это будет 3 миллиарда, потому что это будет космос, карты и это. Так что давайте очень, я как один из старейших бывших глав АМГИ, вот, благодарю всех, что вы вас очень близко принимаете эти беды, которые будут ждать нас. Еще они ждут, а скоро нефть добывать будут. Перестали в 1939 году в Ангу приехали геологи. Я у покойного своего земляка Петра Романовича просил, чтобы он поднял документы. Война началась, и они отчет сделали. 150 метров пробурили, и следы нефти нашли. И все бортом ушли на фронт. Геологи. Оборудование сейчас их не лежит. Это в районе Ляги. Так что давайте, если движение началось, надо до конца идти и обоснование сделать. Тряхтывло, что вот Санников выступил, это Солнышкина выступила, и ученые выступили. Если мы этого не сделаем, все будем так собираться, радоваться, что мы защитили АМГУ, но как в тот раз не защитились тем опять. Там кто-то нашел одну реку, что КМНС не зарегистрировали земли, и все. Так что спасибо, что так много пришло вас. И Анга, это жемчужина Якутии. Это единственная река, которая осталась вот в таком чистом виде. А ее надо защитить. Спасибо. И переходим к обсуждению. Да, и переходим к обсуждению. Да? Это Белобородова. Коллеги, 3 минуты на обсуждение. Времени мало осталось. Добрый день, уважаемые земляки. Я депутат Балагурского наслега, Ангинского УСА. Вот сегодня говорили, что это вторая битва за АМГУ, а я считаю, что это третья идет битва. Первая была это вот в 80-х годах, когда была затея со стороны обкома КПСС, это переброска реки Амга в район Татинска, Алексеевского района через Чурапчу. И тогда вот это началась, когда началась перестройка, когда началась развал страны, в это время воспользовался Максим Николаевич Сибиряков, и он выпустил большую статью, что так нельзя. Это был резонанс очень большой. И вот эту первую битву потом общественники приняли, выиграли. И еще вот в то время, я помню, знаменитый писатель ныне покойный Василий Хараскал, когда он работал архивом МВД России, там в Москве и в Якутске, он разоблачал это первые вот леспромхозы, которые должны были создаваться с реки, это в Алданском районе было, реки Лена. И вот сейчас третья битва, это вот самое страшное, это вот самое тяжелое, потому что вот сейчас это называется вот геополитика, потому что леса, будущее это Сибирь, это геополитическое. Мы должны сохранить это не только для республики, для России, для этого плацдарм. Я слышал, что вот иногда есть мнение, что мы ради союза с китайцем должны продать этот лес китайцам. Но на самом деле это абсолютно такого нету. Я почему-то вот успокоился, вот когда Софья Ларития говорила, вот в 2020 году глава республики объявил, что вырубки леса не будет, там все расслабились, аплодировали. Он, оказывается, обманул вообще всю население республики. Оказывается, тихоря все шло, и специально он, оказывается, это сделал, и вот сегодня, я не знаю, его
чиновники, его представители почему-то не ответили за главу республику. Это как так? Оказывается, он сплошную идет специально это самое общественную утаили. Успокоили просто, да? Да, успокоили, очень хитро. Но в то же время я хочу вот сегодня защищать своего земляка Евгения Андреевича. Он когда станет министром, и когда его утвердят, он на 180 градусов поменяет свое мнение насчет вырубки колесо Амги. Я на это 100% надеюсь. Он пока исполняющий обязанности, поэтому его сегодня не надо так, потому что человек еще не в курсе дела. Это натворил его человек, который сбежал, Сахамин Афанасьев, это вот продавец Родины. Ярлыки вешать, да. Не для этого наша полночь. Нет, ну, подписали это, естественно. Ну, из ведома это, естественно, идет с ведома, оттуда ДП-1, от главы республики идет, это ясно. Потому что это как обманывать целое население. Ну, ясно это было. В советские времена я помню, вот когда это самое, вырубка леса, изготовили это, здесь промхозы были вот в Винском районе, в Лохме, но там климат совсем другой, там нету вечной мерзлоты, как в Верхней Амге. Верхняя Амга, вот все ученые здесь, самые лучшие ученые, самый лучший весь свет республики, вот сегодня здесь все выступили, и все это выступают. Поэтому я сегодня вот поддерживаю создание вот комитета особого контроля и вот, во главе с Афанасием Павловичем. Я надеюсь, что будущий министр, который, я надеюсь, что его утвердят, Евгений Андреевич, тоже будет участвовать в этом процессе спасения Амги. Поэтому я заявляю конкретно, что нет вырубки леса Амги. Спасибо. В зале. Нажми, пожалуйста, микрофон. И, да. Внизу будет у нас дежурный микрофон. Возьми, пожалуйста, и там встань. Добрый день, якутяне, которые поддержали, сегодня пришли и поддерживают и стали на защиту Амги. Я долго говорить не буду, я скажу только предложение, почему я вот в общественных движениях не участвую. Вот только сегодня пришел и тоже послушал, но очень много говорим. И конкретного дела у общественников нет. Я это вот по всем результатам, которые общественники говорят, вот надо сделать то-то, 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 и Господи не там. Вот сегодня выступали тоже ученые, говорили, что там они где-то в этом добились, а потом их нету. Это одно. Второе, вот здесь мы собрались для того, чтобы три наших, это как его, ну, головы, как говорится, это правительство и Утумен, и общественность объединить. Мы должны объединиться, тогда только можем что-то сделать. А если каждый общественник будет говорить, давайте то делать, а это госорганы будут делать наоборот, то никакой работы не будет. Поэтому я предлагаю, значит, в конференции написать о том, чтобы вот очень хорошо здесь выступили, значит, вот с Института международоведения, да, нам надо провести, вот наши министры, молодые ребята учат нас, как там начинают, да, давайте мы их учить, почему они должны защищать нашу природу. Поэтому я предлагаю, значит, написать в резолюции, значит, да, сделать, вот, например, депутатский час для наших депутатов. Почему только один депутат, это как его, встает на защиту Амги, а где 69? Поэтому я вот надо сделать, предлагаю, чтобы вот общественная палата в резолюцию внесла, сделать депутатский час, и там вот нашим ученым конкретно уже показать на глазах, что будет, если будет вырублен лес. Пускай депутаты проникнутся. А то же они, видать, не знаете или что. Спасибо. И тоже сделать правительным, да, ликбез в правительственном часе. Правительству. Вот общественность в этом и заключается, что мы должны убедить своих исполнителей, потому что они наши слуги фактически-то. И они должны, значит, то, что мы требуем, делать. А они делают почему-то наоборот. Потому что они или не знают, или информации не получают. Поэтому надо им дать от общественности свое требование и сделать им ликбез. Чтобы они грамотно, по закону, как они любят говорить, по закону могли защитить нашу экологию. Без них мы общественность фактически никто. Мы будем кричать, делать референдумы, пикеты и так далее. Если они будут против,
Что вы делаете? Скажем, ну, они делают все по закону. Поэтому еще раз говорю, мы должны сегодня вот на этом мундяхе договориться со своей властью, договориться с Илдурханом, а не говорить, что вот если он не скажет, мы его уберем и так далее. Этого не надо делать. До революции доходить не надо, надо же консенсус находить в этом деле. И убедить их, чтобы они поняли, что мы защищаем реку Амгу правильно. И были с нами. Спасибо. Спасибо за внимание. Во-первых, нам надо всем договориться и начать сперва слушать друг друга, да, и всех. Так. Дальше у нас идет обсуждение, пожалуйста. Микрофон на волну. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь. Меня зовут Николаев Анатолий. Я являюсь студентом ИКН, культуролог. И я скорее выступаю со своим мнением, нежели задаю вопрос. Выступаю я в большинстве своем прямо перед всей аудиторией, нежели перед только вами. Скажем так, я тоже против полной вырубки леса в Амге. Регламент. Однако, конечно же, здесь всегда но. Лесозаготовки – это совсем другое. Я, конечно же, сам некоторое время назад, в принципе, даже не знал об этой ситуации и так далее. Однако, покопавшись во всей ситуации, я тоже сначала принял вашу ситуацию. То, что это ужасно, ведь такую жемчужину всего нашего края, нашего любимого родного края, хотят просто взять и вырубить. Это было ужасно. Однако потихоньку, раз за разом, я читал все больше и больше резолюций, все больше и больше документов, находил больше и больше статей. Читал не только одну сторону, но и чужую. Так вот, дело в том, что лично я считаю то, что это для нас необходимо. По крайней мере, по экономике хотя бы. Экономически даже. Недавно мы, к примеру, говорили про Брусья. Коллеги, мы же договорились слушать друг друга. Пожалуйста. Есть мнение мое, есть мнение чужое. Нет. Так это должно быть, коллеги. Давайте дослушаем. Так вот, Надо пожить, узнать. даже если посмотреть, то это не так уж плохо, ибо мы говорим не о полной вырубке, мы говорим именно о лесозаготовке. То есть мы не будем вырубать все. Они не будут все вырубать, они уже все подготовили, они уже имеют как документацию и так далее. В течение 49 лет они там ничего не делали. 49 лет! 49 лет! Добрый день, друзья. Меня зовут Аил Джулурга. Я родился на реке Амга. Все мое детство купался в этой реке. В детстве меня, еще не понимающего нормально жизнь, Ольга Петровна Сидоркевич Иванова отвела в редакцию газеты «Пионерская правда», и мы с ней дали интервью, статью «Защитим красавицу Амгу». Она вышла в «Пионерской правде», это всероссийская газета была. Сегодня мы слышим очень много оправданий от представителей органов власти. Говорят нам о том, что и в Амгинском районе рубят лес, но там же у нас рубят всего 50 тысяч. Это в 2,5 раза меньше, чем Ангара, и в 4,5 раза меньше, чем Вудланд-24. И мы забываем о том, что рубят лес, потому что холодно же. У нас даже не все подключены к центральному отоплению, и даже те, кто подключены к центральному отоплению, амгинские знают. Мои родные замерзают зимой, когда котельная отключается или там большая нагрузка на электрические сети. Это у нас республика такая богатая нефтью и газом, и мы до сих пор топим дровами, и за это нас укоряют, говорят, вы же рубите не меньше. И поэтому
Вот я к чему говорю? Оправдания звучат разные. Но почему они оправдываются? Потому что мы, общественники, но не я, но кто-то из моих коллег, обвиняет огульно, говорит, правительство хочет срубить все, что не сгорело. Это разве правильно? Это несправедливо. Почему мы заставляем чиновников здесь перед нами оправдываться, обвиняя их в том или в другом? В прошлом году, когда горел лес, я мог критиковать. Я бы успешно критиковал. Я был тут звездой. Я мог это сделать. Я раньше критиковал Единую Россию. Все время критиковал. И очень жестко. И задавал неудобные вопросы. В прошлом году меня вот высшие силы, да, все-таки высшие силы мне подсказали, надо все вопросы решать вместе. Я просто обратился к народу, и мы, общественники, добровольцы, поехали и сами помогать начали нашему правительству тушить лес. Это было вовремя сделано. Если бы я сидел, критиковал, а там было за что критиковать, правильно? Было за что критиковать. Если бы я это занимался только одной критикой, озлобил бы их, я бы не подошел к этому тушению. Они меня даже не подпустили бы. Нашли бы повод отказать мне. Я к чему это говорю? Если мы будем злостью своей, ненавистью относиться к нашим властям, считать чиновников какими-то врагами народа, мы далеко не уйдем. Если мы не знаем, что чиновники иногда даже своей семьи не видят, по выходным, по вечерам поздно приходят домой, да? Мы даже этого не... Если это будет так делать, Давайте послушаем человека. то это будет ненависть в наших сердцах. У нас должна быть такая атмосфера, когда я вообще не хочу чиновников слышать и видеть вот на таких собраниях, чтобы они оправдывались. Я хочу видеть их реальные дела, реальные результаты. Но мы будем ли эти дела видеть, если мы каждый раз будем их оскорблять, обвинять, последними словами говорить, что это вот вся вина на них? Любой руководитель, он несет ответственность. Любой руководитель, он всегда под ударом. Поэтому я к чему хочу сказать? Давайте сделаем их своими друзьями и будем вместе с ними. Нет, у нас до сих пор не принят регламент, который вот председатель Государственного комитета по экологии в Госдуме сказал, это возможно сделать на уровне республики. Не надо все время, вот здесь тоже постоянно говорят, это федералы делают, это не наш федеральный лес. Это неправда. Есть регламент. Вот наш лесной, в каждом регионе есть такой регламент. Его можно исправить, как нам советует Институт мирзатоведения, как нам подсоветуют биологи. Это возможно сделать. Поэтому, но это мы должны вместе делать. К сожалению, сейчас выступил Ариносов, сказал, что юридически невозможно это отменить. Ага, слышно. Если такой возможности юридической нет, а я думаю, что если она, все-таки она и есть, и наши юристы должны этим заниматься на правительственном уровне. Коллеги, у нас Максим Анатольевич. Но пусть подождет немножко. Во-вторых, ребята, вот эта рубка, да, вот эта компания Ангара и Woodland 24, это первые ласточки. Их будет очень много. И они еще придут нам рубить дальше. Поэтому мы должны что сделать? На уровне Министерства экологии, наверное, будет с ними. Давайте попробуем, сейчас отключимся, может быть. На уровне Министерства экологии надо подготовить. И общественность тоже. Вы знаете, что Министерство экологии не может проверять чаще одного раза в 3 года. А сейчас им запретили даже проверки всякие делать. А почему они сами не говорят об этом? Почему? Об этом мы должны знать. И поэтому, что мы можем сделать, как общественники? Мы должны научиться. Есть такой институт леса в Красноярске. Пусть нас, Министерство экологии, поддержит нескольких общественников, подготовит и направит на учебу, чтобы мы могли следить за их работой и аннулировать. Есть статья 24 Лесного кодекса, часть 2, которая говорит, что у них могут это участок отобрать, если они нарушения допустят. А Минэкология сегодня беззубая, у них руки связаны.
А мы разве с этим должны смириться? Мы должны быть рядом с ними и помогать. Вместе с ними мы можем это все контролировать. И не только по лесу, и по золоту, и по нефти, которые здесь будут и дальше добывать. Теперь смотрите, у меня такое вот предложение, да, ЭДЭР. Экология, духовность, экономическое развитие. Мы всю нашу молодежь, наших мужчин должны направлять в промышленность. Мы же боимся участвовать в промышленности, потому что говорим, мы навредим природе. Ребята, если все жители многонациональной республики остановятся и скажут, мы больше не будем в промышленности работать, промышленность хоть на одну минуту остановится, думаешь? Нет, не остановится. Поэтому мы должны сами участвовать в этом промышленности. Мы должны знать, вот сейчас у нас большой шум вокруг Амги. Под этот шум, возможно, где-то страшное событие происходит против нашей экологии. Под этот шум, может, какие-то еще другие дела делаются. Мы об этом никогда не узнаем, если мы не будем участвовать в промышленности. Поэтому даже взрывники, которые приезжие взрывают, они взрывают варварски. А наши местные, любой национальности, если они здесь родились, выросли или живут, они взрывают по-другому, с меньшим ущербом для природы. Поэтому мы должны участвовать в промышленности максимально, чтобы у нас были глаза и уши во всех предприятиях. Спасибо. Так, и теперь нам нужно еще сделать, чтобы мы общественность контролировали. Мы сейчас говорим 30 километров от реки Амга. Неправда. Это верхний левый угол большой карты, а у них прямо подходит к самой реке. Об этом же никто не говорит. Это не 30 километров, это вообще рядом с рекой. Поэтому нам нужно сделать на базе сайта Минэкологии Якутии интерактивную карту, где будут участки, которые разыгрываются, чтобы мы знали, где что находится, какая опасность, чтобы ходили и проверяли. Главное же говорила, это уже есть. Да. И еще, через Ил-Тумен нужно подготовить проект договора, чтобы вот такие, как Максим Анатольевич, прежде чем приступить к рубкам, они подписали еще договор с общественностью, чтобы наш общественный контроль разрешался. Спасибо. Давайте, коллеги, мы заслушаем Максима Анатольевича, у нас связь появилась. Вот. Максим Анатольевич, пожалуйста. Здравствуйте, участники уважаемого круглого стола. Приветствую вас всех. В общем, сегодня я хочу обратиться к жителям республики, да, к родовым общинам, к общественникам. Приоритетом нашей компании является грамотное ведение работ по рубке леса, сохранением молодых деревьев и лесовосстановлением. При выполнении работ нашей компании руководствуется лесным водным кодексом Российской Федерации. Мы соблюдаем абсолютно все экономические, экологические и социальные требования. Поэтому сегодня необходимо говорить о начале лесозаготовительных работ. Эти работы еще не начаты, а компания уже сталкивается с негативным высказыванием в свой адрес о захватнической деятельности и так далее, что чем мы только там не занимаемся, да, то есть и туризмом, и золотодобычей и так далее, хотя этого ничего нету. Более того, сейчас в условиях сложной экономической ситуации получается создание территории Аналданского района самостоятельного юридического лица. На его базе дополнительных рабочих мест. То есть мы создаем рабочие места, также будем платить налоги, что, ну, сами понимаете, то есть в свою очередь приведет к улучшениям экономической составляющей республики, а также района. Так, ну, еще там, да, много говорилось о сплошной рубке, да, отрицательно общественниками, да, там, и так далее. То есть мы, что такое сплошная рубка, я думаю, говорить не стоит, да, то есть немножко затронули, сплошная рубка это лишь способ заготовки древесины, который предусматривает законом лесовосстановление. И получается лесовосстановление естественным путем. Соответственно, то есть деревья молодые начинают прирастать с большей степени. А старые деревья, которые готовы были упасть, они, получается, и создавать пожароопасную ситуацию в лесах, да, вокруг Амги, вокруг и так далее. Да, то есть они, наоборот, будут вырублены и, ну, собственно, мы произведем из них пиломатериал. Этот пиломатериал будет продаваться
в большей степени по факту в республике. То есть для этого мы и создаем здесь предприятие для того, чтобы не транспортная составляющая, получается, была меньше, и мы были более конкурентоспособны, соответственно, жители республики будут получать более дешевые лесоматериалы, нежели чем из других регионов. Вот. Дальше, что еще бы хотелось подчеркнуть? То есть, соответственно, любая заготовка, она ведется, да, под наблюдением лесничества. То есть сейчас лесничество, то есть нас проверяет досконально и так далее. То есть говорили про общественников, пожалуйста, общественников, то есть выберите общественников, то есть будем с общественниками работать тоже точно так же. Это без вопросов. Вот. Дальше. Что такое сохраним экологическое? То есть тут много говорилось о том, как плохо готовить лес. Нарушается почва, да, там экологии наносится вред. Хотя, то есть никто, еще раз повторюсь, не говорит о лесных пожарах. Что такое лесные пожары? Лесной пожар не будет делать выборочную заготовку древесины. Лесной пожар уничтожит все абсолютно. Понимаете? И что такое уничтожит все абсолютно? Это звери, и животные, и деревья все погибнут. И некому будет тушить вокруг Анги, скажем так, и не будет даже возможности, так как там нету инфраструктуры. Что такое инфраструктура? Это дороги. Дорог сейчас нету на территории этих лесных участков. Мы собираемся их производить и делать. То есть они у нас по проекту лесозаготовки предусмотрены. Вот. Еще что хотелось бы сказать, в свою очередь, да, конечно, можно говорить там... Прямо сегодня даже не знаю до конца. Как меня слышно? Да, Максим Анатольевич, говорите. Слышим. Можете петь даже. Отдыхай. Ну и самое главное, хотелось бы сказать, что мы выполняем 100% лесовосстановления. То бишь, через 49 лет, да, настолько, насколько мы взяли эти участки в аренду, ровно через столько лет, то есть, соответственно, по проекту лесовосстановления, то есть весь лес произрастет. И вот там сегодня показывали, да, на Google снимки, что там вот лысые горы, камни и так далее. Так это вообще, то есть там без лесозаготовки могут быть лысые горы и камни. То есть мы сейчас видим, посмотрим Google снимок нашей планеты, то есть, ну, как понятно, где выветривание идет, выветривание склонов и так далее, то есть это все возможно. Но мы сейчас говорим не о том, мы говорим об экономической составляющей, да, то есть если не рубить и экологической составляющей, то есть не рубить будет приводить к удорожанию лесоматериалов в республике, если и тем самым еще более того экологии будет нанесен лишь только более существенный урон, чем, еще раз повторю, то есть если не строить дороги противопожарного назначения, лес невозможно будет тушить. Никакие средства не потушат его. Лес можно потушить лишь только бульдозером и минерализационной полосой, и встречным палом. Все, больше ничто не потушит лес. Если кто-то готов что-то оспорить, пожалуйста, давайте конструктив, будем, ну, я готов выслушать. Максим Анатольевич, можно вопрос, да? Слышно меня? Да. Да, Афанасий Алексеев, да. Я был у вас в компании в Верхней Амге дней 10 назад. Встречался с вашим представителем, где ваш представитель четко мне сказал, то, что весь лес будет вывозиться в Китай. И нас было 3. Какой наш представитель? Извиняюсь, я вас перебью. Представитель — это сварщик. Вы так представителя нашел? Он не представился сварщиком, он представился, то, что он приехал с Иркутской области, да, с Киренска, да, и он решает там вопросы. Он сейчас занимался разведкой территории, он ничего не варил. Он занимался разведкой территории, да, и он открыто заявил, да, то, что весь лес будет вывозиться в Китай. Будьте добры, скажите, пожалуйста, имя, отчество этого представителя. Вы сами не знаете его, что ли? Интервью не видели с ним? Кто интервью давал? С ним, с кем? У нас было много разных интервью, понимаете? То есть, да, был и представитель, то есть он не мог такого сказать совершенно.
Китай, зачем вывозить лес в Китай, когда здесь, скажем так, на местном рынке ниша не заполнена? Зачем вывозить лес в Китай? То есть Китай, да, это наш стратегический союзник, то есть по всем вопросам, да, то есть мы точно так же в Китае что-то покупаем, туда отправляем и так далее, тем более в нынешней ситуации, да, то есть у нас какая в стране происходит, не будем ее затрагивать. То есть суть-то в чем? В том, что мой человек говорил, и вы подошли, скорее всего, там у меня был охранник, сторож, он же сварщик, да, в одном лице, и вы задавали ему вопросы, где, и выбрали из контекста слово «в Китай». Вы, наверное, задавали вопрос, а куда? В Китай, на местный рынок и так далее. И зачем? Если бы вы заранее предупредили, в этот момент я был в Алдане. В принципе, можно было и с вами встретиться. Вот. И суть в чем? В том, что, естественно, то есть вы зачем основываться? Вы задайте мне напрямую вопрос сейчас. Вот я сейчас сижу, задайте его, и я вам скажу, куда мы будем реализовывать лес. Ну давайте скажите, куда вы будете реализовывать лес. Если да, зачем каких-то представителей? Лес будет реализовываться в первую очередь на местном рынке. Не, а вторую очередь что тогда? такое в первую очередь? В первую очередь, у нас больше других рынков нету пока. Во вторую очередь, то есть если рынок наполнится, некуда, скажем так, и ситуация не изменится, у нас есть только единственный лишь союзник, с которым у нас открыты границы, это да, Китайская Народная Республика. Но сейчас мы не говорим даже об этом, мы, скажем так, на местном рынке, в республике, то есть вот сейчас вот мы проговариваем о том, что с людьми, что с Киринского района нужно поднимать, да, лесоматериалы кораблями. Вот, то есть у нас запрашивают эти лесоматериалы, и мы будем продавать. То есть пока с Киринского района разовьемся, здесь поставим переработку, то есть, естественно, здесь нам проще будет продавать уже. То есть и составляющая транспортная будет намного ниже. Тем самым для людей это сырье будет более доступное. Зачем вы мешаете этому, я совершенно ничего не могу понять. Так, еще один вопрос, да, вот вы говорите то, что будет привлекаться местное население, да, вот мы ездили, да, и вот в вашем блоге, да, вот сидит, ну, реально гастарбайтер сидит, который по-русски очень плохо говорит. Вы вот сейчас говорите, вы сами себе противоречите сейчас. У нас работают не гастарбайтеры, они официально устроены на работу, да, то есть у всех есть, за них за всех платятся налоги и так далее. То есть если местное население, то есть к нам не приходит, то местное население либо из других районов нашей страны, да, то есть мы не можем набрать, то мы прибегаем, конечно, к труду иностранно, ближнее зарубежье, да, так скажем. То есть в ближайшее будущее, то есть, ну, скажем так, этому человеку, то есть он сам хочет как можно быстрее уехать, потому что он не приспособлен здесь вообще к житью, да, то есть он не может там дрова заготавливать, он не знает, как что делать. Естественно, то есть мы заинтересованы в привлечении местной рабочей силы. И более того, если бы вы... Спасибо. Да. Еще у нас один вопрос есть. Да. Один вопрос есть, Иван Иванович. Я спрошу. Добрый день, Максим Анатольевич. Значит, вот вы, наверное, слушали сегодняшнее выступление наших участников круглого стола. Слушали, да? Ага. Да, я слушал, но у меня были перерывы, прерывался я. Жаль. Значит, здесь говорили о том, какой опасности подвергается не только Якутия, не только территория России, но и всей земли. И вот, значит, начинающим вот это дело вы будете вы, Максим Анатольевич. Поэтому вы внимательно послушайте все эти... Подождите, я же еще не допросил. Я опасности просто в этом не вижу. Если это лесозаготовка, то нету никакой опасности совершенно. Вы просто не понимаете ситуацию, потому что здесь мерзла, значит, вечная мерзлота. Здесь доктора наук, большие специалисты, крупные специалисты говорили, какой опасности все это будет подвергаться. Ну, Максим Анатольевич, давайте дослушайте. И, значит, учтите, что все это, понимаете, зачтется, как говорится, Всевышним. Как вы этого не понимаете? Поэтому я просто вот, как человек, желающий вам добра, хочу вам сказать, чтобы вы послушали людей, даже пригласили этих ученых, выслушали и приняли правильное решение. А вы
понимайте, что вся общественность населения не допустит этого. Спасибо. Хотелось бы ответить вам на ваш вопрос, да, то есть... Давайте дослушаем ответ. Да. То есть еще раз общественности, если не будет лесозаготовки, то будет более глобальная проблема, когда сгорит весь лес. Вы видели, что говорилось в республике? Почему это творится? Потому что нету инфраструктуры в лесах. И вот эту инфраструктуру нужно развивать. Что такое инфраструктура? Это дороги, в первую очередь дороги. Дороги будут при лесозаготовке, да? То есть, соответственно, в любой участок, там, где были сухие грозы, либо человеческие... Максим Анатольевич, пожалуйста, послушайте. Повтор, не повторяйте. Я слушаю вас. Какие документы вы можете представить нам, общественности и общественной палате нашей республики? Какие договора? Да. Какие договора у вас? Как бы это предприятие приняли? И один вопрос. Почему вы с договором Масловойкова работаете? Масловойникова. Я не могу ответить на этот вопрос. Во-первых, что значит, у нас есть договор аренды. Мы работаем со своим договором аренды, по нему и работаем. Я не знаю, что там. Маслобойников на тот момент был руководитель, сейчас я руководитель. Что вас больше интересует, я не знаю. То есть, коллеги, дальше, давайте, если вы хотите, если вы хотите задать мне вопрос, пожалуйста, мой телефон есть. Да, звоните. Вы тот раз тоже так же говорили про это позавчера. Да. Вы говорили это же. У вас, значит, вы нарушаете закон. Если бы технику уже завезли на деляну, вы нарушаете закон. У вас договора нет. Договора нет насчет верховья рубки леса. Никакого договора. Не купили, не продали. У нас договор аренды есть. Ну где? Представьте, пожалуйста. Я вам покажу. Общественной палате и общественникам Якутии. Пожалуйста, я вам представлю. Возьмите мой телефон, мы обменяемся телефонами, с вами поговорим, я вам все представлю. Давайте, телефон ваш дайте. Нет, есть, товарищи, так договоримся, мы вам запрос мой сделаем. Телефон, пожалуйста. Да, мы Максим Анатольевич запрос сделаем. Разрешение, пожалуйста, да. Так, мой телефон запишите, пожалуйста. Конечно. Вот так. Позавчера вы тоже не ответили на этот вопрос. И сегодня вы не можете ответить на этот вопрос. Уже пора, как говорится, ликвидировать этот договор по закону. Вы объясните, почему по закону? Мы действуем по федеральному. Потому что вы лживыми документами зашли в деляну. Хотите начать рубку леса. Если эти лживые документы, то меня должны на данный момент посадить уже в тюрьму как минимум. Тогда вы скажите Министерство экологии и лесопользования. Вы им представили свой документ? Он сказал, что предоставит документы. Запросы сделаем, мы с Министерства экологии все заберем. Эти документы у нас будут. Можете потом подойти к нам и этими документами ознакомиться. Тогда сделаем. Коллеги, переходим. У нас Максим Анатольевич, большое спасибо, что мы переходим вот к обсуждениям. Всем огромное спасибо, до свидания. Я буду на связи, хорошо. Всем добрый вечер, всем собравшимся. Меня зовут Индеева Светлана, я сяду, да? У меня вопрос по лесовосстановительным процессам, то есть первый вопрос, два вопроса. Первый он немножко такой общий. Какие организации занимаются контролем лесовосстановительных работ? То есть это после вырубок, после пожаров, на техногенных участках. Кто проводит уход за подростком, да? Ага. Второй вопрос к Евгению Андреевичу. Я правильно понимаю, то, что по закону арендаторы сами должны проводить лесовосстановительные работы? Если да, то какой именно из отделов Министерства экологии будет контролировать за всеми этими процессами? Кому вопрос? Это отвечает Андрей Николаевич Конопов. Давайте, Как у нас?
Да, сориентируйтесь, пожалуйста. Вопрос очень хороший и вполне понятный, да? У нас этим занимается департамент лесного хозяйства. А он есть, что ли? Департамент лесного хозяйства, Министерство экологии, природопользования, лесного хозяйства. Прошу не комментировать, когда на вопрос отвечаю. И по данному договору планируется как естественное лесовосстановление, так и искусственное лесовосстановление на Волоках, там, где они нарушат. Там, где они Там, где будет нарушен покрой земля, поверхность. Понятно. То есть департамент по лесному. Да, конечно, контролируем. Ну и наши подведомственные учреждения, лесничества, которых у нас 25 штук, так скажем, в республике, но это уже не наш орган, поэтому мы не можем это сказать, что это наше. Лесничество в каждом районе у нас есть. Хорошо, а Максим... Они этим занимаются. На сегодня нам даже нечего их контролировать, данную организацию. Мы выезжаем... Все работы лесовосстановительные проводятся арендаторами. Арендаторами. Контролируются. Прокуратурой. Почему прокуратура-то? Прокуратура не контрольный, он не контрольный орган, он нас проверяет. Если лесничий что-то сделал неправильно, поверьте мне, с него спросят. Вот, чтобы вы понимали, вы, общественник, пришли, накричали там, к примеру, да, на ту же деляну, с вас никакого спроса. Инспектор так не может. Инспектор пришел, у него четкий регламент, нарушив который, с него прокуратура спросит. И спросит жестко, вплоть до уголовных дел. Вот, проверяют лесники. То есть конечно, это все актируется, все это приходит в министерство. В министерстве еще раз департаментом лесного хозяйства это тоже фиксируется. Потом прокуратура дополнительно выборочно эти все акты берется, проверяется. Еще есть Центр защиты леса, филиал, по-моему, Бурятия. Республика обслуживается бурятским филиалом. Плюс они еще как сторонний, скажем так, арбитр еще раз это все проверяют. Хорошо. И вопрос вот Максиму Анатольевичу Белобородову. Можно ли ознакомиться именно лично с вашим проектом лесовосстановления вот в интернете, чтобы мы все, любой человек мог просто зайти в интернет, посмотреть, ознакомиться, вот какие у вас планы по поводу там после 49 лет, да, вы говорите, 46 лет. После 49 лет его не будет. Вас не слышно. Включите микрофон, пожалуйста. Он не включится. Ну, по вашему вопросу, если да, касательно, то в проекте освоения лесов, который они нам предоставили, и который уже утвержден, там эти мероприятия есть. Искусственного. Вы можете его... Да, конечно. У нас департамент лесного хозяйства, обратитесь. Так, здравствуйте. Так, все-таки вышла на трибуну. Так, кстати, те, кто вырубает лес, должны знать, что они приехали в республику, которая 200-300 тысяч лет, где-то 200 лет, мои предки жили около одного озера. Лес там был не тронут, вода была чистой. Они создавали какую-то свою особую цивилизацию. Это я повторяю слова Виктора Даниловича Михайлова.